Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать сегодня на открытии нашего нового республиканского проекта. Проект амбициозный. Проект направлен прежде всего на формирование новых компетенций у наших педагогов именно в области применения технологий смешанного обучения. Я очень рада, что сегодня в этом зале присутствуют школы, которые будут являться пилотными образовательными организациями. Мы очень надеемся, что в течение ближайших 2 месяцев этот проект будет реализован благодаря вам. И далее уже на основе аналитической работы, которая будет сопровождаться нашим партнером УЧИРу, мы получим действительно понимание необходимости продвижения этого проекта в других организациях нашей республики. Поэтому, уважаемые коллеги, от нас очень много зависит. Александр, представитель УЧИРу, компании, которая сопровождает педагогов не только республики, но и педагогов всей Российской Федерации. Поэтому мы рады, что мы вновь включаемся в новый для республики проект благодаря вам. Спасибо. Но самое важное, коллеги, что именно сегодня мы должны погрузиться в задачи данного проекта, как можно больше задать вопросов, потому что очная встреча, она важна и для нас, и для вас. И далее, мы уже говорили с Александром, мы будем проводить ряд еще вебинаров, как контрольные какие-то, может, 1-2, да, какие-то контрольные Мы точки сегодня могут как раз быть. определим То форматы. есть сегодня все будет зависеть от вас. Мы выстроим дальнейший событийный график, но сегодня как можно поактивнее будьте. Я желаю вам удачи. Татьяна Николаевна Казакова, начальник отдела общего образования и воспитания, Министерства образования, науки и молодежи Республики Коми, наш непосредственный организатор всех проектов, которые направлены на повышение компетенции наших педагогов. Татьяна Николаевна, вам слово. Да, я, уважаемые педагоги, рада вас приветствовать. Действительно, как сказала Галина Владимировна, проект очень амбициозный. И мы благодарим нашего партнера, мы с компанией УЧИРу уже много лет сотрудничаем. И были несказанно рады, когда компания предложила нам такой проект по смешанному обучению. Мы с вами понимаем, что новые технологии для педагогов это очень важно. И осваивать их, конечно, нужно же педагогам помогать. Тем более такие технологии, как смешанное обучение. Я думаю, что вряд ли сам учитель захочет искать эти технологии, приемы, работать с этими технологиями. То есть очень сложно. А когда есть такой проект, есть такая значимая поддержка методическая, и техническая, это, конечно же, только на благо и педагогам, и детям. Что самое интересное, контрольные группы у нас выбраны, и вот мы посмотрим, конечно же, результат. И если, я думаю, что обязательно результаты будут разниться у этих контрольных групп, и такой проект уже мы будем расширять географию на всю Республику Коми. Желаю вам всем удачи и думаю, что вы не случайно оказались в этом проекте. Действительно, вы те, кто достойны быть пилотами и дадите нам хорошие результаты. А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы этот проект продолжался. И, наверное, нужно уже делать ставку на основное общее образование. Потому что и там вы понимаете, что технологии такие тоже очень важны, чтобы дети уже такого подросткового возраста могли работать по таким технологиям. Поэтому удачи и надеюсь, что будет плодотворная работа. Спасибо, Татьяна Николаевна. Еще один момент хотела бы прокомментировать, что мы надеемся, что вы станете в дальнейшем наставником других педагогов. Эта форма, я думаю, что вам известна, и в дальнейшем можно провести несколько вебинаров, именно таким образом выйти на новую роль наставничества, может быть, через менторинг, может быть, через коуч, но это очень важно именно, чтобы вы тоже это осознавали, что в дальнейшем, если будет эффект от проекта, что тиражирование практики будет именно благодаря вам реализовываться на уровне республики. Ну что, Спасибо большое за открытие. Мы, в свою очередь, поздравляем институт с его юбилеем, 80-летия. Желаем дальше плодотворно сотрудничать, успешных проектов, чтобы все получалось, реализовывалось. Уважаемые коллеги,
У меня презентация вначале будет на формальной платформе, я чуть расскажу о наших новшествах, которые есть, вдруг кто не знает, ну, чтобы все это дело актуализировать. И потом непосредственно будет блок, связанный со смешанным обучением. Мы расскажем, какие именно методики мы используем основные, как все это у нас устроено, какие пилоты у нас уже проведены. Сразу оговорюсь, что в вашей республике этот проект тоже пилотный. Мы хотим именно сейчас вы одни из первых, которые будут тоже участвовать в этом. Ожидаем от вас в первую очередь обратной связи с точки зрения, чтобы отработать всю технологию. Вот, мы уже не первый год занимаемся именно образованием и хотим понять, какие именно методики, как именно они должны встраиваться в учебный процесс, что у нас не просто информатизация, цифровизация, о которой сейчас все говорят, они дальше говорить, а именно использовать конкретные методики, шаблоны, что вот бери, делай так. Вот, и это можно сделать как в основном городе, так и в каком-то областном, и можно это все транслировать, масштабировать. Соответственно, давайте приступим к началу. У нас на данный момент мы выросли, у нас 2,5 миллиона учеников уже, 200 тысяч учителей, и сейчас на данный момент в Республике Коми у нас 20 тысяч учеников занимается, можно сравнить с другими областями. Получается, что в начальной школе занимается 12,5 тысяч порядка учеников по математике, русскому, окружающему миру, английскому, и 7,5 тысяч это в средней и старшей школе. Именно на 18-19 год эта цифра сейчас растет активно, после особенно семинаров, которые мы провели. Вот. Я думаю, даже к моменту того, как я вам уже рассказываю, она выросла. Вот. Это именно статистика по муниципалитетам. Естественно, лидирующий у нас Сыктывкар, Воркута, Ухта, Печора, Сногорск идет. Пятерку входит. Мы надеемся, что все показатели будут у всех так муниципалитетов расти. Я пропущу, наверное, какие-то формальные вещи, которые уже все знакомы с нами, и мы рассказывали о них, то, что как может использовать наш учитель, что можно на интерактивной доске, как я вам сейчас показываю, может встраивать в урок. Это мы сегодня с вами разберем принцип смешанного обучения, как можно настраивать, и то, что ребенок может заниматься дома. Соответственно, вы также знаете, что наша система реагирует на правильные и неправильные ответы, то, что она строит индивидуальную траекторию ученика, если он отвечает правильно, она его хвалит и подбирает более сложные задания для него, если он ошибается, то, соответственно, дает задание, уточняющие вопросы, и потом задание уже на отработку, где он ошибся. Это наши именно независимые исследования показали плюс именно 30% прироста к результату. Но я еще отдельно скажу про пилотов по смешанному обучению. Мы уже получили первые результаты по первому пилоту. Надеемся, что у вас будут даже лучше, чем у них. Соответственно, какие у нас новые предметы появились на платформе? Это для начальных классов появилось программирование. И для средних классов у нас появилась география, биология, физика и обществознание. Вот, мы сейчас еще расширяем свою дальше линейку. Мы надеемся, что скоро появится история. Также увеличится количество карточек текущих. У нас очень много запросов на, естественно, гуманитарный цикл также идет, кроме нашего основного направления математики. Мы стараемся увеличить. Мы также продолжаем проводить олимпиады. График наших олимпиад, что в марте у нас будут завтраки по английскому, и олимпиады для средних и старших классов также по английскому будут проводиться. И непосредственно на нашей платформе с точки зрения экосистемы, что мы выстроены вокруг ребенка, что за ним могут, именно за его успеваемостью может следить как учитель, так и администратор школы, зауч, так и региональный министр и родители. Именно все на каждом этапе отслеживается, каждый именно будет знать, что ребенок, где у него какие-то проблемы, что нужно подтянуть, как вообще дела обстоят в школе, что именно успеваемость по школе какая. Поэтому нам кажется, что наш проект очень хорошо встраивается в любую именно экосистему школы. И мы занимаем лидирующие позиции по удержанию именно посещения сайта, то что в среднем у нас проводится 18 минут по платформе. Вот, как видите, даже сравнивая с международными проектами, мы выделяемся на этом фоне. И давайте теперь непосредственно перейдем к пилоту, обсуждению. То есть, что вообще смешанное обучение, кратко, если его перефразировать, то это образовательный подход, когда учитель совмещает, то есть обучение свое фронтальное уже и онлайн обучение.
встраивать свои уроки, работу с планшетами, с компьютерами. Мы в смешанном учении выделяем две основные методики для нас. Это ротация станций и перевернутый класс. Соответственно, ротация станции – это когда учащиеся делятся на группы по видам учебной деятельности. Каждая группа работает на своей станции. Класс делится отдельно на эти станции. И уже, которые станции с онлайн-обучением, там ученики отрабатывают навыки самостоятельной работы, личной ответственности и умения учиться. Станции может быть как 2, так и вплоть до 5 я встречал. Мы обычно проводим 2-3. В которой пилот мы предыдущий проводили, я чуть подробнее остановлюсь, мы проводим обычно 2 станции, делаем это фронтальная работа и работа за планшетами, потому что не во всех школах есть ютер, а когда уже есть 3 станции, и учитель непосредственно работает на станции с учениками, то с теми 2 станциями должен быть ютер, чтобы отвечать на какие-то даже простые вопросы. Перевернутый класс. Перевернутый класс – это, его, на наш взгляд, переназвали немножко, то есть это, как раньше было, опережающее обучение, когда ученик самостоятельно новую тему для себя открывает дома, и уже когда приходит в класс, он проходит, уже закрепляет учитель с ним материал с ними, разбирает именно какие моменты не получились. Чтобы схематично запомнилась картинка, ротация станции выглядит следующим образом, что ученики, то есть есть 3 зоны, класс делится на 2-3 станции, и они в течение одного либо спаренных 2 уроков переходят от станции к станции. И перевернутый класс, когда ученик дома занимается, и потом приходит уже непосредственно к учителю с тем, что он открыл новую тему. Давайте по ротации станции, какие у нее именно плюсы. То, что каждый люди, вы и дети также по-разному запоминают информацию. Я, например, визуал. Я, то есть, когда смотрю на картинку, я фотографически ее запоминаю, себе откладываю. Некоторые очень хорошо воспринимают на слух, некоторым нужно писать. Поэтому чем больше сменов различных видов учебной деятельности, тем выше вероятность того, что вы запомните эту информацию. Как раз таки ротация станции позволяет одну и ту же информацию отложить для учеников в различных видах. То есть в одном месте они с учителем познакомились, они послушали объяснение учителя, записали в тетрадках своих. В другой станции они совершенно в другом формате, интерактивном, на платформе проходят по теме, карточке, также обучаются и запоминают ее совершенно в другом виде. Если вы сделали 3 станции, то там еще какой-то самостоятельный проект, они ту же самую тему вместе запоминают, что-то делают. Работа в малых группах. Если у вас в классе там, предположим, 30 человек, это много работы с 30 детьми, как говорится, галерка может отвлекаться, не слушать вас. Если вы делаете 2-3 станции, то уже учеников становится 15-10 человек, которые работают непосредственно с учителем. Тут можно подойти именно персонально, понять, у кого проблемы у каждого, проработать с ним отдельно. И современный цифровой формат обучения, что вы используете именно современные методики, можно организовывать 2 видами. Это либо в классе делаются планшеты, вы делаете, например, станцию туда планшеты, сим-карты, либо с Wi-Fi, если есть. Либо можно даже в компьютерном классе организовать. Обычно стандартный компьютерный класс, наверное, выглядит так, что есть посередине парты и по краям компьютера. Также получается 2 станции, что по краям садятся дети, кто за компьютеры, а посередине с ними работает учитель. Как у нас организованы ротации станций были, то есть 2 станции, как я говорил, ученики в начале урока делятся на... Так, простите, у нас нужно дублировать на 2 компьютерах. Ученики в начале урока делятся на 2 равные группы. Если у вас нечетное количество, плюс-минус 1 человек, это ничего. Одна группа садится за планшеты и компьютеры, другая садится к учителю. Через 20 минут они, соответственно, меняются местами. Учитель работает именно непосредственно с текущей темой урока, в подгруппах, индивидуально строит работу. Он объясняет новую тему, ее закрепляет, а уже непосредственно на планшетах они проходят именно темы, которые предыдущие были, потому что по сценарию, по уроку, как он должен быть построен, они должны отработать ранее пройденные темы. Перевернутый класс. Какие у него преимущества? То, что, в принципе, даже если в школе компьютерный парк может быть старый, в компьютерном классе, либо проблемы с организацией с интернетом, потому что не везде есть в школе
5 мегабит в секунду, например, которые должны быть, то можно перевернутый класс организовать, то есть не требует наличия инфраструктуры в самой школе. Почему? Потому что это дети занимаются дома, сами на своих планшетах, компьютерах, телефонах. Если бывает, мы столкнулись там, когда первые пилоты проводились, с тем, что у некоторых детей нет возможности дома заниматься, тогда вот тут уже можно подтянуть то, что в компьютерный класс, если есть какой-то 1-2, либо планшеты есть у школ, также 1-2, то этих детей, у которых нет дома возможности, они могут как продленка дома позаниматься. Ну, чтобы у всех были равные возможности, все могли выполнить именно, сделать домашнее задание по перевернутому классу. Второй пункт – это самостоятельное открытие знаний. Что ребенок, считается, что если ты сам добыл информацию, что-то почерпнул, узнал, они когда тебе разжевали и просто проговорили, то информация усваивается лучше. Индивидуальная образовательная траектория, что он может именно домашнее задание выполнить в любой удобный для него момент, именно на нашей платформе с карточками по новой теме. Ему он сделает нужное количество повторений итераций, именно отработает ее и запомнит. И уже придет в класс, где учитель до начала занятий может посмотреть статистику, вообще сколько учеников делал домашнюю работу, где у них ошибки, где они больше всего ошибались, на какие моменты нужно сделать упор. Вот, то есть уже и ученик подошел, и учитель подготовлен к уроку. Соответственно, как перевернутый класс делается, у нас есть новый функционал, это функционал домашнего задания. Он открывается пока только пилотным проектом, то есть вот, где мы участвуем в пилотах, тем школам он открывается, его так сейчас нет, я его покажу, как он выглядит. Там можно будет задавать домашнее задание ученикам на дом и ставить период времени, когда он его должен выполнить. И тем самым мы набираем набор заданий по новой теме карточек. Ученик выполняет дома, вся статистика, кто сколько проходил, также учитель все отслеживает. Какие преимущества это дает? То, что новый образовательный процесс внедряется, это легко масштабируется, как я уже говорил. Пробелы в знаниях учеников устраняются, как и в перевернутом, так и в ротации. Можно собирать объективные данные как на уровне класса, так и учителей и школ. И это смотреть в электронном виде, то есть удаленно, не надо никаких бумажек. Ликвидировать пробелы, быстро устранять, смотреть, какие темы проседают. Что повышает всю эту совокупность и успеваемость и вовлеченность в образовательный процесс, чтобы детям было как минимум, та же самая ротация станции, она очень интересна детям, потому что это новый формат. И тем же в начальной школе, то есть 3-4 классы, вторые, они очень увлекательно занимаются, для них они даже такой игровой процесс включается. Какие у нас были уже пилоты? В Тюмени мы провели перевернутый класс, у нас было 3 школы, 12 классов. И в Чеченской Республике мы сделали ротацию станций, 4 школы, 24 класса. Мы вот только ее завершили в новом году. И сейчас будем презентовать результаты. У нас получилось то, что усвоение программы. У нас мы выбрали список школ. Вот, 4 школы, точнее, у нас было больше, чем половина, соответственно, поделили пополам 24 класса. Одна вошла в контрольную группу, другая в экспериментальную. Мы обычно экспериментально называем тех, кто как раз участвует в проекте, а контрольных, кто не участвует. Мы пишем входное тестирование в начале, как контрольная, так и экспериментальная группа. Потом экспериментальная группа, которая участвует с нами в проекте, она занимается по какому-то из видов смешанного обучения. И на выходе уже, непосредственно когда заканчивается проект, опять и контрольная, и экспериментальная пишут выходное тестирование. Потом мы сравниваем результаты. Естественно, что, как и в графике, который я в самом начале показывал, у нас на основной странице, когда там 57% и 87%, что как бы дети также продолжают заниматься. У нас будет прирост как и контрольной группы по знаниям, так и экспериментальной. Мы должны именно сравнить разницу в приростах. И у нас получилось то, что при ротации станций в 2 раза быстрее ученики в 2 раза лучше освоили школьную программу, при том, что пилот длился примерно так же, как планируется у вас. Им было выделено, условно 2 месяца, но фактически, пока мы ввели все это, так сказать, раскачались, они занимались полноценно, наверное, месяц. Это мое мнение, что полноценно им как нужно, они занимались месяц. За этот месяц мы получили в 2 раза лучший результат. Как бы если его спроецировать на год, то это намного, то есть вы можете
быстрее закончить, приступить к новым темам, либо отработать какие-то там интегрированные уроки, другие форматы себе, чтобы детям это больше нравилось. Соответственно, что мы как бы хотелось бы предложить вашему именно региону, что попробовать также перевернутый класс, либо ротацию станций. Я сегодня хотел с вами попробовать именно, ну, как перевернутый класс, как пример мы проводим, как он может быть. То есть это выбираются, например, определенные карточки на тему, хотим во втором классе, тему деления провести. Нужно потом будет сейчас рассказать про описание, что в каждой карточке ученик дома проходит, что он для себя открывает, узнает, вообще делает здесь. И что вы можете именно на уроки себе взять, чтобы на интерактивной доске их вызывать, более разбирать, вообще поняли они дома тему, не поняли. Эти карточки сразу же помогут выяснить, что проходил он здесь, что он понял, в том числе и нет, проверить кроме статистики. Мы сейчас с вами это попробуем, но чуть о проекте давайте. То есть у нас будет сейчас, нужно март-апрель, в мае там все выходные тестирования, ВПР по 4 классам. Мне понять, у нас здесь какие классы? 3-4 в основном? Да. Других нет. Все, хорошо. По предметам. У нас есть возможность сейчас сделать перевернутый и ротацию по математике, окружающему миру и английскому. Вот. Но английский достаточно специфичный, поэтому ну, то есть, там нужно тему отдельно подбирать, отдельно учитель проводит английский. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть математику и окружающий мир. Каждая школа разная, у каждой школы обычно своя программа, свой КТП. Времени остается немного, поэтому анализировать именно каждую школу КТП и потом сопоставлять это можно будет в процессе. Мы предлагаем какой формат? Чтобы в том числе не забирать время на входной и выходной тест, потому что это минимум 2 урока забирается, у всех есть годовые контрольные. Они все проводятся. Вот. В том числе есть годовая контрольная предыдущего года, есть годовая контрольная этого года. Мы предлагаем за входной и выходной тест, так как годовые контрольные конкретно в вашей школе, в вашем классе, они адаптированы под вашу программу. Вы же писали под программу. Вот, поэтому мы предлагаем взять в качестве входного теста годовую контрольную прошлого года, написать ее сейчас, в марте. А в конце эксперимента написать годовую контрольную этого года. Соответственно, мы всего лишь занимаем один урок дополнительный на входное тестирование в нашем проекте. Плюс детям меньше контрольных, меньше для них стресса, и вам все равно проводить вашу годовую контрольную итоговую, которая никуда не деться. В 4 классе, я так понимаю, мы можем это ВПР проверить. Там, если предыдущих годов есть ВПР, можно сейчас провести ВПР и уже посмотреть для себя, понимать, какой на самом деле они уровень выходят. Мы также создадим профильные чаты, куда подключаем наших методистов, которые в том числе разрабатывают, которые делают наш контент, и это учителя, педагоги. Вот. Они разрабатывают непосредственно контент по предмету по начальной школе математики, по окружающему миру. Там мы сможем отвечать на вопросы непосредственно, какие карточки под конкретную тему мы должны будем брать, чтобы именно построить сценарий урока. После входного тестирования нужно определиться еще отдельно, какие мы, то есть это, наверное, вопрос больше к заучам, то есть как мы будем строить урок, потому что если это перевернутый класс, то это можно уложить в 40 минут, понятно. Мы задаем на дом, они приходят, и уже 40 минут мы с ними работаем. Если это ротация станций, то 3 станции в 40 минут, на мой взгляд, мы вот делали 2 станции, то если в начале очень тяжело идет, потому что это привыкание как для учителя, так и для учеников. Даже в 2 станции мы только через неделю вышли к тому, что они все привыкли, что делаем, как, там, заходим, куда садимся, только через неделю нормально вышли. Поэтому если 3 станции нужно делать ротации, то это, скорее всего, спаренный урок нужно делать. То есть подряд, чтобы у вас было 2 по 40 минут, где вы не спешите, все спокойно объясняете, работаете. Если в 40 минут нужно уложиться, то тогда это нужно делать 2 станции.
Непосредственно потом проводятся уроки по математике. Мы советуем обычно на неделе 4 урока математики, взять из них 2 урока. 2 урока и провести в формате в каком-то новом для себя, то есть перевернутой или в ротации. На период апробации нужно выбрать одну из методик, для себя, чтобы ее непосредственно отработать, то есть не мешать перевернуть, ротацию, чтобы мы имели именно сравнение чисто по какой-то из одной методики. И потом, когда мы проведем 2 урока из 4, либо из окружающего мира у нас 2 же урока в неделю, если не ошибаюсь, то там получается 1 урок можно взять. Если вы хотите, то попробовать, например, на одной неделе спаренные уроки, на другой неделе обычные уроки взять. И так 2 месяца поработать, потом написать, соответственно, выходной, годовую контрольную и сравнить результаты. По поводу того, что еще контроля. Мы бы хотели, чтобы, например, завучи могли нам примерно прислать расписание, присылать когда какие уроки будут у кого. То есть выбрали вы формат, потом завучи присылают, что вот такого-то числа у нас будет по такой-то теме, скажем, ротация станции. Учителя, соответственно, могут к нам обратиться, какие карточки подобрать под эту тему. У нас есть, я покажу все, прям разложено по темам все карточки, но если возникнут какие-то вопросы, то всегда мы сможем ответить, вам помочь с этим подбором. И если мы покажем в итоге на выходном тестировании хороший результат, мы предлагаем тогда это уже дело потом расширить на большее количество школ. Сейчас мы как раз в Чеченской Республике предлагаем это расширить больше. Притом в том же пилоте в Чеченской Республике мы столкнулись с особенностью, что у нас еще мы долго раскачивались из-за, например, планшетов, то, что пока еще с планшетами, с системой познакомились, у нас не такое хорошее проникновение именно с нашей платформой работы в Чеченской Республике, как в вашем регионе. То надеемся, что в вашем регионе мы еще быстрее это сможем реализовать, именно войти в рабочий режим и успеем все-таки за 2 месяца это все сделать. Скажите, есть ли какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Да, конечно. У меня есть в классе 3 детей, которые карточки 4 класса, например, уже прошли. С ними не возникнут трудностей. Что, например, если при открытии они скажут, что уже куда покажет программа, что это уже пройденная тема. 2 момента. Первое, то, что повторение мать учения, то есть они, значит, хорошо вас идут вперед. Можно тогда, если это не перевернутый класс, а ротацию, придумать им какое-то отдельное задание повышенной сложности взять. Вы знаете, у нас есть отдельная лаборатория. Не, в плане есть отдельная лаборатория, можно дать им задание. Они не могут зайти, для них это платно, они сказали. Они уже сделали. Лаборатория у нас бесплатная. Но он попробовал зайти, она говорит, просит там деньги. Не, возможно, он просто в этот день все 20. Может, да, кстати, насчет нововведений, на всякий случай. У нас раньше была модель такая, что для учителей у нас было также все остается бесплатно, а для детей у нас раньше было до 4 часов бесплатно, после 4 20 заданий бесплатно, потом платно. Мы немножко изменили. Что изменилось? У нас появилась кнопка «Начать урок». Давайте я вам покажу ее сразу. У детей просят деньги. Когда пройдешь задание, есть заплатить. Я вам сейчас все расскажу по поводу пилота и денег. У нас с вами пилот полностью будет в этом плане бесплатный. И никаких денег во время пилота с учеников точно не будет. Сейчас назад. Смотрите, начать урок появилась. Концепция какая? Соответственно, учитель, когда начинает свой урок, должен у него пройти урок, он нажимает на эту кнопку, и у него активизируется час времени астрономический, когда у учеников не считаются вот эти 20 заданий. Эту кнопку учителю можно с утра нажимать с 8 утра до 15:59. То есть по факту в 16:59 можно закончить свой урок. То есть сюда даже почти вся вторая смена попадает. Да, вы просто нажимаете на нее, и у вас пошел час.
потом еще раз нажать. Да, если вам нужно еще раз продлить, вы еще раз нажимаете, сколько вам нужно, вы делаете, когда занимаетесь с ними, у них не снимаются эти 20 бусин. Но у учеников также остается 20 бусин на день. То есть, если он там дома болеет или еще что-то занимается, вот, вы не нажали кнопку, там у него в 12, например, дня начнет сниматься. Ну, если он сядет, начнет заниматься, в нем будет сниматься. То есть, уже не зависит от 4 до 4. Это зависит именно от учителя, когда он нажал кнопку, чтобы поработать в классе, либо не нажал. Предложение можно сделать, чтобы выпадающий список был и сразу час-два. Ну, учитель час, потом он забыл, и все, и ребенок сидит, ничего не делает. Чтобы был выпадающий список, там, час, два, три и так далее. Ну, смотрите, у нас обычный урок длится 40 минут. Спаренные уроки достаточно редкие. Ну, для больного ребенка он сидит дома, болеет. Если он занимается индивидуально. Здесь именно рассчитана система, когда вы в классе работаете с учениками. То есть это именно сделано, когда вы в классе посадили учеников, вам нужно с ними провести какой-то урок, занятия, вы садитесь и проводите 40 минут или спаренный урок, еще раз нажмете, у вас всегда все это открыто, продлите себя. Вот. Дети начнут учителю названивать. Нажми кнопку «Начать урок». Вот. Ну, как бы у нас так вот. По поводу пилота именно. Мы используем функционал домашнего задания. Он появляется вот здесь. То есть у вас обычно сейчас открыта статистика программы. Здесь появляется задание. Этот функционал, соответственно, не считает количество, ну, не берет количество бусин у детей, у пилотов, которых мы им откроем. То есть сколько мы зададим домашнего задания, столько они его и выполнят. Я сейчас покажу, как он работает. Поэтому объясняю, почему мы его на бесплатной основе не даем. Я считаю, нужно открыто и прозрачно это говорить. Мы как бы ООО, мы должны как-то существовать, зарабатывать, поэтому у нас эти 20 бусин остаются, мы работаем по подписке. И задания у нас сейчас открываются только пилотом, потому что можно теоретически задать весь материал задания, и все его пройдут. Поэтому у нас функционал заданий именно для пилотов он полностью бесплатен. Вот. Потом, если какой-то, мы договаривались о масштабировании, мы уже именно обговариваем, как сколько для региона это будет стоить. Задание. Новое задание задается следующим образом. Вы выбираете, здесь будет весь список вашего класса, здесь у меня просто один ученик заведен. Вы выбираете тему, непосредственно карточки, можно посмотреть самому, что за карточку вы ему ставите, ее проверить. Можно как весь раздел, здесь одна карточка, где побольше. Вот. Можно как одну поставить, можно так и весь раздел. Нажимаем, можно изменить программу класса, если вот вопрос был про 4, там все прошел, поставить ему более сложную программу. Выбираете, с какого числа домашнюю работу вообще поставить. Например, мы хотим ему задать на выходные. Давайте с 2 числа у него начнется. И на сколько дней. Там, до конца, со 2 до конца 3 марта. Блокировать остальные карточки на учеру, то есть у него, которые основные вот этот есть карточки, пока он не сделает вашу домашнюю работу, он к ним не приступит. Как только он выполняет всю домашнюю работу, у него снимается ограничение, и он может дальше проходить свои 20 бусин эти тратить. Вот. Это сделано для этого. Можно ее не ставить, это опционально. Просто это сделано, чтобы ученик не забывал про домашнее задание, точно его выполнял. Вот. Дальше тема задания. И вот у вас появилось, что здесь будут у вас завершенные задания, которые уже прошли. Можно смотреть по ним статистику, то есть сколько выполнено, какие карточки вообще. Карточка пройдена зеленым, карточка в процессе изучения, то есть он на ней, может быть, остановился, либо он ее вообще не прошел. Ну и также по будущим заданиям, тут будет у вас весь класс высвечиваться и их статистика, кто сколько выполнил. Можете посмотреть именно для перевернутого класса. Если они у вас ничего не делали, дома не выполняли, то значит вы вообще не можете проводить, в принципе, перевернутый класс. Значит, вам нужно построить урок, как он обычно. Объяснить сначала материал, а потом его закрепить. Или потом ротацию станции. Когда вы ротацию станции завершили урок,
Потом в послеучебное время посмотреть, какие темы, как они, ну, то есть вообще схватили на станции с онлайн-обучением. То есть отдельно фронтальная работа вы провели, поняли, какие у них проблемы. Еще отдельно у вас будет статистика по, как они занимались на планшетах. Можно вопрос? Да. У меня в пункте задания нет. Еще раз, задания нету ни у кого. Вчера еще не было. Задания ни у кого нет. Вот. В принципе, по России мы открываем только пилотом, с кем договорились. Вот, поэтому как бы мы с вами сегодня, у нас первая встреча, я с вами вообще рассказываю о том, что она есть, существует, ее показываю. И, да, когда мы начнем все это дело, это все появится. Вот, мы непосредственно школам, которые у нас... Как информация до нас дойдет? С какого мы приступаем? Смотрите, мы сейчас с вами как раз это все и обговорим, обсудим. Есть предложение начать после 8 марта, то есть там 11, да, ну, то есть вот 11 марта провести первые входные работы, входные контрольные, и потом в начале мая провести, когда у вас планируется там годовая в мае, то годовые и ВПР смотреть. 4 класс получается предыдущий год. До 11 числа, соответственно, у вас как раз вот есть время определиться с ротацией станции, либо это перевернутый класс, посмотреть свои КТП, вот, посмотреть, какие темы бы вы хотели. Также можно вот в разделе «Программа». Здесь доступны у вас как задачи, то есть всех классов, по и математике, и по окружающему миру. Они все по разделам, по темам. То есть можете как сами посмотреть эти карточки, так и в чатах, которые мы создадим и разошлем, задавать вопросы именно непосредственно под такую тему. Вот я хочу выбрать там, например, такие-то карточки, скажите, какие можно. Вдруг вы хотите в том же в ротации станции использовать какие-то карточки при работе. У нас так было, что при фронтальной работе с учениками используют некоторые карточки, прям как я здесь у доски. И отдельно еще карточки какие-то другие выносились на онлайн-станцию. Вот. И такие нюансы, именно как сценарий урока уже проработанный, вы можете будет задавать вопросы в чатах. Хотели бы мы еще, если вы будете именно прям сценарий урока какой-то прописывать, то, возможно, если возможно, нам их присылать, чтобы мы посмотрели, ознакомились, у нас будет какой-то примерный пул заданий, которые впоследствии мы, когда будем, например, расширяться, да, по республике, мы могли уже как шаблоны использовать. Чтобы учителя могли взять примерно, я понимаю, наверное, тяжело работать по чужим сценариям, вот, но если есть шаблон, то под себя легче адаптировать. Хотя бы посмотреть образец. Вот на этой станции делали то-то, на этой станции делали то-то. Перевернутый класс делали так-то, так-то. Да, мне это вот нравится, я буду делать так, либо что-то видоизменю. Вот, скажите, какие-то вопросы есть? У нас проблема скорости интернета в период учебного процесса остро стоит. Когда работает вся школа, нам не хватает времени, чтобы это выждать, пока запустится. Это очень затратно нам по времени, потому что я понял, в 40 минут можно не уложиться. Не уложиться. А сколько у вас примерно скорость? Да. И у нас, например, да, мы... Планшетами не обеспечены? Я понимаю, но можно проводить в компьютерном классе, если он есть. То есть, У нас, например, 1 на 2 учеников, поэтому мы будем постоянно. Нет, смотрите, у нас как раз таки, вот если мы говорим про ротацию станции, какой подход? У вас как раз таки один компьютер на 2, вы как раз пополам делите класс, одних сажаете за компьютер 1 на 1, а другими вы занимаетесь фронтально. Притом, как в ротации станции устроен кабинет? Вот мы лично как делали. Мы, вот если на примере этого класса, мы часть вот аудитории, предположим, вот эти несколько пар, да, они к учителю расположены, и он занимается непосредственно с детьми. А часть тех пар мы заворачиваем на 180 градусов, и ученики сидят в ту сторону, занимаются там с компьютерами, планшетами. И они, соответственно, не обращают внимания, они очень... Да. Они самостоятельно. Да, они самостоятельно там занимаются, у них есть задачи, карточки, которые они должны проходить, они там проводятся. А учитель непосредственно работает в этой зоне. И если это компьютерный класс, то у вас, как правило, например, одна линия, это вот с кем вы занимаетесь, они здесь сидят, а тут по бокам вы можете видеть, как они также спиной к вам
будут самостоятельно заниматься. Это есть ротация станций в 2 станции, которые мы предлагаем. Если перевернутый класс, то там они также сидят, как в обычном классе, просто у вас сам формат урока меняется. Вы уже меньше времени тратите на теорию, а вы должны просто уделить больше времени практике и тем пунктам, моментам, которые они там допустили ошибки, где у них проваливается тем понимания. У нас, скорее всего, больше подходит перевернутый класс, потому что обеспеченность. Компьютерный класс в школе, как правило, загружен полностью. Это, чтобы были мобильные классы, таких школ. Ну, мы мобильные классы Ну, смотрите, я говорю, тут мы как раз и предлагаем 2 вида, потому что, да, тут 2 вида, как бы, перевернутый класс, как я и говорил, одно из преимуществ такое, что можно использовать, если у вас проблемы какие-то по оснащению есть. Если есть мобильный класс, то это также решается все, то есть можно провести ротацию станции в нем. Хотя сейчас, в принципе, у детей у всех, у малышей тоже смартфоны. Не у всех, не помню. Единственное, У кого нет некоторых до сих пор ноутбука, компьютера, телефона, планшета. Я пояснил так. То есть, если мы делаем перевернутую проблему, там, например, у детей дома нету, да, но у вас есть несколько компьютеров, тот же мобильный класс, да, пусть интернет не высокий, но есть возможность в школе провести. То есть, соответственно, вы берете тех детей, у которых нет дома возможности, ну, предположим, их там наберется 5, да, из класса, и договариваетесь, они в качестве продленки выполняют, там, минут 30-40 домашней работы, эти карточки на платформе, и идут спокойно домой. То есть они выполнили, у них нет какого-то там... Да, мы понимаем, на самом деле, что это огромная работа, в том числе и ваша, потому что с методической точки зрения, что в перевернутом классе также нужно перестраивать свой урок и подачу, ротация станции тоже совершенно новая, перемешать. Но если мы говорим о цифровизации, именно чтобы перейти от слова делу, то по-любому нужно вносить какие-то изменения в свой процесс. Вот. И как бы мы проводим эти пилоты, чтобы в том числе, как я говорил, это одна из основных пунктов, собрать обратную связь, насколько это эффективно для детей в первую очередь, насколько это удобно для учителей, что нужно поменять, что нужно изменить, добавить. То есть, например, мы понимаем, что новые темы в ротации станции, например, мы получили обратную связь, 20 минут были плотные. То есть прям ученикам плотно объясняешь, смотришь, какие у них ошибки, вот, потом их меняешь местами. Вот. Но если, как правило, у нас был пилот там на 2-х, 3-х и 4-х классах, и вот со 2-ми классами было проблема, потому что они все равно еще маленькие. Ну, то есть время тратится на организационные моменты. 3-4 уже лучше, они быстро авторизуются, быстро заходят, все для них. Ну, это все индивидуально, на самом деле, зависит от ребенка. Как бы через неделю-2 у нас все уже свободно входили, освоились, знали, что вот я вхожу сейчас в кабинет, что я условно там зелененький, а я желтенький, зелененькие садятся за планшеты, желтенький, ну, вначале, желтенький с планшета, а зелененький к учителю на фронтальную работу. Через 20 минут, когда учитель там, с командой, ну, меняемся местами. Вот. То есть это как бы отрабатывается в неделю. Такая высокая организация урока должна быть четкая. Как вот 40 минут на 20 поделить? Это нереально, это только спаренные уроки делать. Не, ну мы делили. Ну, то есть я говорю, вот в Чечне у нас были 40 минут, как бы обратная связь такая, что темы, которые ну, по КТП, это отработка уже знания, да, они вообще хорошо проходят. Ну, в плане там все хорошо, четко. Которые 40 минут, тут учителя говорили, что да, тяжеловато, потому что нужно плотно рассказывать материал новый. Вот, не всегда удается младшим, особенно классам, классы, которые высокоорганизованы, у которых хорошая дисциплина, нормально. У которых не очень дисциплины, тратится время. Поэтому тут вопрос и к организации урока, и к подходам, то есть делать это спаренные, делать 2 станции, 3 станции. Потому что даже на уровне 4 класса мы наблюдаем, у детей очень много вопросов в работе с компьютером, а ему надо работать со 2-й частью. То есть как бы тьюторство подразумевается, и урок очень построить, мне кажется, очень сложно в такой технологии. Ну, это точно возможно? Прямо первое, второе, Да. третье, пошагово, как вот это. Да, вот так организовать. Четко очень. Прямо вот мы запишем сейчас.
Хорошо, давайте тогда. Все тонкости, чтобы вопросы на покой это быстро, но технически будет вопросов много. Вот это ротация, дистанция. Конкретную тему сейчас задаем, да? Давайте по конкретной Почему? теме. Смотри, со стороны, да? Да, мне, вот, например, ситуация понятна, например, если новая тема идет, Он говорит о закреплении. Нет, я понимаю, допустим, да, допустим. Вот идет ротация станций, учитель объясняет, а дети в то время, как первая группа, которая садится за компьютер, она выполняет, получается, повторение. Да, там получается таким образом, что если вы делаете ротацию станции, 2 станции, у вас по КТП новая тема, то у вас, как вы должны, ну, если был обычный урок, новый материал, ну, я утрирую немножко, там, выкидываю всякие моменты, новая тема, закрепление новой темы, повторение изученного. Соответственно, которая к вам садится группа, половина, вы с ними новая тема, закрепление новой темы, та группа в это время повторение изученного, либо бывает вкрапление с новой темой. Зависит от того, насколько класс хорошо ну, вообще занимается с планшетами и успевает. Вот. Потом они меняются местами, соответственно, они уже к вам приходят, новая тема закрепления, а те идут на повторение изученного. То есть для тех, кто изначально к вам пришел, у них стандартный урок. Если... А стоит ли делать так, например, группы делить на... Сильных, слабых? Да, или лучше сильные со слабыми, вот там работают, а тут быстрее сообразительно. Смотрите, есть различные подходы. Ну, то есть, как бы, никто не скрывает, те же самые смешанные обучения давно, как бы, оно пришло, в том числе из Америки, как бы там есть такая история, что это начали практиковать в районах гетто. Ну, то есть, где у учеников отношение к учителям было не очень, они ничего не слушали, их посадили, ну, хотя бы, говорит, так сделайте, за компьютерами занимайтесь. Вот, и очень удивились через, условно, полгода, насколько сильно у них возросло, ну, типа, обучение. Ну, что он как бы, окей, он учителя не слушает, но здесь посадили, он что-то тыкает и все равно узнает. Вот, поэтому, как бы, как именно нужно делать, делить на слабых, сильных, либо просто пополам, мы пока что не знаем. Ну, с точки зрения, насколько это лучше и эффективно. Получается, придется пробовать. Да, мы поэтому называем это пилоты. Мы не приезжаем, не говорим, что делать именно так и только так. У нас есть определенный, то есть, набор шагов, но эти шаги, как раз таки, ну, их можно чуть корректировать в зависимости от удобства. Мы сейчас ищем ту золотую середину, которую предлагать как раз учителям. Вот. То есть мы уже, наверное, немножко набрались экспертной, ну, мнение, что мы можем предложить что-то уже вам, не просто там рассказывать о платформе, а предложить. Но именно окончательно сформировать мы хотим этот, ну, так называемый продукт, предложение, да, с помощью, в том числе, и ваших, ну, сил, именно вашей экспертизы. Вот, поэтому, который мы проводили пилот, там дети делились просто пополам, без привязки к там, по успеваемости, да, уровню. Если вы считаете, что следует поделить на, именно так разделить, дифференцировать, то тогда сообщите нам обязательно и расскажите, как вы построили урок и как вообще это, ну, сработало. Но вообще мы придерживаемся мнения, что легче, ну, чтобы потом это размножать на большее количество регионов, вот, то нам кажется, лучше делить все-таки просто, без привязки. Ну, потому что это отдельная, как бы, задача такая, что определить учителю, кого в какую группу, а вдруг группы сильно дисбалансированы, ну, предположим, какой-то сильно хороший класс, там будет 80/20. Или наоборот. А поделить нужно примерно пополам, ну, или там на 3, в зависимости от количества станций. И кто кого сажать, как бы, куда, это вопрос. В классической методике, да, они там делятся по знаниям, вначале садятся к учителю одни, на платформу более самостоятельные. Это по классике. Но нужно понимать, что, как бы, технология, на наш взгляд, не является догмой, пришедшей из-за границы к нам. И на наши реалии нужно, наверное, свою попробовать адаптацию. По пунктам. Еще раз давайте. То есть у нас что первое? Это входное тестирование. Первое. Это входное тестирование на... Давайте сроки конкретные. Давайте 11-13 марта.
Я По календарь. каким предметам берем? Математика. По всем 3? Нет, нет, два у нас предмета. Математика, окружающий мир, английский мы читаем, ну, то есть сложно методически подходить, пока потом посмотрим, может быть. Когда расширение, если будем делать, то учим английский, если будет желание. Математика, окружающий, можете просто математику? Давайте так, нулевой пункт. До 11 числа, Выбрать, да? да, нулевой пункт до 11 числа, сколько у нас тут? Не так много, неделька, да? Давайте до 6. Нормально, если? То есть вот в районе 6 дедлайн первый прислать, какой именно из методик вы выбрали. Ротацию или перевернутый. Потому что если у нас условно 9 из 10, ну не из 10, там сколько, 5 школ, сколько мы выбрали там? Ну, предположим, 11 из 12 учителей выберут ротацию, а один перевернутый класс, наверное, ну, чтобы сравнить, нужно взять. Да. Право же выбора за школой. Но нам нужно еще понимать, чтобы статистически значимый был результат, у нас примерно должна набираться статистическая группа контрольная и статистическая группа экспериментальная. Если вы будете сравнивать один класс, который позанимался по перевернутому, с контрольным одним классом, просто который не занимался, это достаточно, ну, такая случайная вероятность вот этого класса. Ну, то есть вы хотя бы возьмите, ну, три класса, чтобы какую-то нужно брать, чтобы хотя бы среднюю понять по их там успеваемости, способности, может, там погода на них влияла, когда они входной тест писали. Вот. И сравнить там с 2-3 контрольными. Потому что на них также влияют какие-то параметры и условия. Соответственно, получается, первый дедлайн 6 числа определиться с методикой. Это по смешанному, это перевернутая либо ротация. И определить предметы. Давайте до 11 числа в том числе. Скажите, пожалуйста, Да. что значит определить предметы? Вы сказали математика или Окружающий. один на наш выбор. Ну, На может, наш. Да, на ваш выбор. Можете, в принципе, 2. Смотрите, мы должны сейчас понять, у нас есть вот экспериментальная группа, как я понимаю, да? Но в тех же школах нам нужно будет провести еще в том числе, чтобы в контрольной группе также написали входной тест. Скажите, пожалуйста, Да. вот у нас, например, 3 класса. Мгм. Мы выбираем 3 класса один предмет, чтобы сравнить. Как Вот мы, хотите. например, Ну, выбрали математику, Да. все 3 класса, которые вступили. у вас, смотрите, у вас всего 3 класса в школе. Нет, Сейчас, мы сейчас. в этом участвуем. На 3 платформе класса, которые учительскому. участвуют. 3 класса участников. 3 класса проекта. Да. Мы выбираем один предмет или разные предметы. Один, чтобы можно было сравнить. Как? Вот вы- Один выбираем. То есть математику, значит, все 3 класса мы выбираем математику. Давайте. Все. Так. Нам так удобнее. Смотрите, Один я предмет. просто говорю, мы вот, например, можем предложить математику окружающую. Можем здесь сейчас затвердить с вами только математику. Есть у кого-то желание взять окружающий? Есть? Давайте подумаем. Подумайте. Нам легче, потому что 3 педагога договариваться и сотрудничать легче на одном Конечно. предмете. Ну, другая школа может взять. Ну, другой нет, предмет. я говорю про выбор конкретной школы. Мы выбираем один предмет, а не каждый учитель, что захотел. Как потом сравнивать? Ну, у кого-то сейчас есть желание с окружающим миром, нет? Подумаем. Подумаем. Ну, давайте, да. До 6 мы подумаем. Хорошо, да, смотрите, то есть, А как вы с нами будете связь держать? ну, во-первых, все контакты сейчас возьмем, я оставлю свои контакты, мы создадим, я создам профильные группы, у всех есть WhatsApp? Вот, давайте в WhatsApp тогда создадим профильные группы по математике и окружающему миру. Там через эти группы мы будем поддерживать непосредственно связь по сценарию урока, если какие-то вопросы будут возникать. Через мою почту вы будете какие-то, может быть, моменты, еще что-то. Мы же все давали, отправляли. Вот данные электронных почт все есть. Все есть. Потому что здесь на листочке нет. Да, ну, не, мне присылали полностью Да. таблицу со всеми, Всё да, есть, да. там есть. Мы, соответственно, отдельную группу я создам, например, для орг вопросов, и отдельно будет по сценариям, туда методистов наших добавим. Вы тогда сможете, если что, писать, мы будем поддерживать связь через них. Соответственно, до 6 числа еще раз определяемся, точно это математика, либо окружающий мир.
Если там, почти все выберут математику, то ну, составим тогда только математику, чтобы у нас были статистические данные также представимы. Формат и в том числе посмотрите, пожалуйста, ваши КТП. Уже в приглядку в КТП, какие темы бы вы хотели взять именно в таком формате. Хотя бы на первый месяц, на март. Ну, чтобы мы на март, например, запланировали, что вот эти темы, уже начали с ними работать, и параллельно, пока март проводили, могли написать на апрель. Ну, чтобы не сразу все писать на март, апрель, я столкнулся с тем, что мы написали сразу на март, условно, там, на октябрь, ноябрь, декабрь, какие темы, что в таком будем, ну, в ротации станции. Вот, потом раз, и какой-то праздник, условно, и все, поехало. Из КТП, это стандартная тема, и все потом переделывали. Поэтому вот давайте на 1 месяц на март пишем. Ну, то есть к 11 числу мы определяемся с темами марта, какие именно, в какой день проводятся. А сколько уроков? Ну, математика у нас, соответственно, 2 из 4 мы предлагаем. 2 урока в неделю. 2 урока в Ну, неделю. 4, как обычно. Все правильно, да. А, 2 урока в неделю. 2 урока в неделю. Да, потому что все равно это новый именно подход. Мы окружающих, смотрите, в них 2 в неделю же всего урока. Либо 1 урок в неделю, либо если нужно спаренный, то берем спаренный урок, делаем на 1 неделю, но на следующей неделе тогда, например, не проводим. Тогда в КТП мы должны вам предоставить все, которое идет. И выборку сделать. Тему, выборку тем, Выборку которые тем. будете- Да, вы смотрите, вы сами себе делаете сценарий урока, вы также можете карточки сами посмотреть, подобрать, чтобы знали, что вы даете детям. Но если возникает вопрос, ну вот проблема, не можете понять, какие карточки подобрать, вы вроде смотрим, вот эти подходят, но хотим еще вот эти, или вообще непонятно, какие брать. Вот когда проблемные места, то тогда присылаем, что у меня такая-то тема, я выбираю из этих карточек, помогите, пожалуйста, ну, подобрать точно, какие карточки по вот такому формату. Мы тогда вам отпишем, что на станцию, например, на станцию онлайн лучше вот эти, на фронтальную работу лучше вот эти, если у вас перевертый класс, то вот эти. Соответственно, еще раз, до там, 6 марта получается, там, первый срез получаем предмет, методика и примерные темы по КТП. Там, второй дедлайн будет до 11 числа. Ну, как правило, все равно при всей дисциплинированности кто-то бывает запаздывает. Да. Показывает практика. 11-13 марта входное тестирование. Это, получается, контрольные прошлых лет, либо ВПР прошлых лет. И получается в дальнейшем если математика, то это 2 урока из 4 в неделю. Если окружающий мир, то 1 урок в неделю из 2, либо спаренные 2 урока, на следующую неделю обычные 2 урока. Потому что мы все равно даже, так как новая методика, чтобы не навредить, в том числе, ну, чтобы дети именно не полностью нарушать процесс, мы половинку только берем уроков в таком формате. Март весь работаем, получается, и в марте пишем сценарий уроков на апрель. В марте пишем сценарий уроков на апрель, проводим апрель в таком же формате. И в мае непосредственно проводим выходное тестирование. Это будет контрольное этого года, либо ВПР этого года. Теперь давайте запишем касательно методик. Что мы делаем по пунктам. Давайте начнем с ротации станций. Мое предложение, кто хочет взять 3 станции? Мое предложение просто 2. 2 однозначно. 2. Хорошо. Делаем тогда 2 станции. Что нужно? Нужно выбрать кабинет в первую очередь. То есть это будет либо ваш кабинет, но тогда понимаете, что в определенную дату у вас должны быть подготовлены планшеты к этому дню.
в принципе, чтобы не сильно заморачиваться, тогда можно парты не разворачивать, ну, детей, да, а просто их отсадить подальше и дать им планшет, ну, там, мобильный там, устройство, мобильный класс, который у вас есть. Вот, если это, например, участвует 3 там, класса, 4 в школе, то можно выбрать какой-то один вообще отдельный кабинет, если есть возможность. Мы делали так. В Чеченской Республике мы выделяли прям отдельный кабинет был. Конечно, тяжело было административно, но мы нашли отдельный кабинет. В нем сразу же сделали вот станцию с фронтальной работой и станцию с планшетами. Мы их развернули, отдельно посадили. И это был отдельный кабинет, в котором лежали планшеты либо ноутбуки, и отдельно было тут для учителя все сделано. То есть учитель знал, что у него в такой-то день стоит, вот он должен провести урок в ротации станции. Он просто приходил в этот кабинет, дети сразу садились, он здесь проводил урок, все, уходили. Даже если в этот день какой-то другой класс будет, просто составляется расписание, уже ничего не надо таскать, вы опять в другой класс приходит, занимается. То есть единственное смотреть за зарядом устройств планшетов. Если это компьютерный класс, то согласовывайте время, когда вы приходите, и проводите в компьютерном классе. Соответственно, вам нужно в первую очередь в ротации станции первым пунктом это организовать пространство. Организовать пространство, либо это пункт А – ваш кабинет, пункт Б – это какой-то отдельный кабинет, и пункт В – это компьютерный класс. Следующий, то есть второй пункт, который – это понимать, кто будет именно организационно отвечать за там, мобильный класс, либо компьютеры, ну, планшеты, что их нужно понимать, что их нужно заряжать, их нужно приносить к себе в класс, либо в компьютерный класс. Третий пункт – это больше, наверное, ну, это совместно нужно, то есть работать с заучем. Это расписание занятий. То есть как, в какой день вы как проводите, то есть это в том числе, если это кабинет информатики затрагивает, то это можно на троих садиться учителя, ну не на троих, а кто в экспериментальный класс учителя, учитель там, ну, заведующий кабинетом информатики и завуч. И что говорит, что мы в такие-то дни хотим провести такие-то уроки. В том числе, если мы хотим изменить расписание, сделать спаренные уроки. Ну, в начальной школе это, конечно, полегче, потому что один учитель, как правило, ведет почти все предметы, там свое расписание легче подстроить. Вот. Но я к тому, что расписание свое сделать, это тоже обязательный пункт. Четвертый, да, у нас пункт идет? Четвертый пункт, он немножко странный, но приучить себя где-то отсекать время, 20 минут. Если вы проводите ротацию станции за 40 минут, ну, не обязательно 20, то есть, если вы спаренный урок, то, соответственно, вы должны через 40 минут их поменять местами. Если один урок, то через 20. Почему это важный пункт? Потому что я первую неделю очень сильно боролся. Учителя очень сильно увлекаются, когда рассказывают тему и не следят. То есть, если есть какие-то где-то песочные часы, смотрите на них. Или там на телефоне просто, ну, звонок, будильник ставите, он играет, хлопаем, они меняются местами. 20 минут пролетают вот так. Вот, и потом невозможно будет. Ну, то есть, соответственно, это что за собой влечет, если вы 20 минут перебираете? Во-первых, одна из групп, ну, ведет, кто-то больше прорешал карточек, кто-то меньше с вами поработал. Плюс еще, ну, на наш уже пройденный опыт, что дети очень хотят заниматься на платформе, ну, именно во время урока, и они очень сильно негодуют, когда кому-то достается больше времени. Это вот прям рай. Еще главное до них, вот мы всегда доносили, вы тоже донесите, что если вы делаете ротацию станции, что первая группа, которая садится к учителю, она тоже будет заниматься на планшетах. И тоже 20 минут.
все будут заниматься одинаковое количество времени. Не представляете, как важен этот пункт, потому что у первой группы, которая занимается с учителем, просто острое социальное неравенство, что как это они на планшетах, а мы тут сидим, как обычный урок. Вы говорите, что через 20 минут вы также поменяетесь, делаете. И главное, чтобы они не отвлекались друг на друга. Те, кто с планшетами, у нас вот вообще... Мы боялись, что они будут разгильдяйничать, там что-то. Вот они не сидят, молчат, вообще ничего не говорят. И эти их больше отвлекают. Вот. По пунктам. Так, это не забыл то, что детям сказать. И получается, потом следующий пункт, вы меняете их местами через 20 минут. Самый главный пункт на самом начале. Распечатайте еще раз логин и пароль от учеру. И пусть, когда они начнут у вас заниматься, у них, пусть они прям пройдите, проверьте, чтобы в тетрадочках или в дневниках был просто этот листочек вставлен. Как бы они вас не заверяли, что я все помню, я все знаю, там клянусь и так далее, не верим. Точно парочку забудут, а это сразу же ваше время, потому что нужно ему логин, пароль вспоминать. А так он открывает и вводит, входит. Вот логин и пароль еще раз распечатать, чтобы у них были в дневниках всегда на уроке с собой принесенные. За этим следить. Ну и один из основных пунктов ротации станции, то, что вы должны иметь все равно примерную, ну то есть так, не примерно, прям сценарий урока, понимать, что вы в эти 20 минут, если это новая тема, да, рассказываете и закрепляете. То есть нужно подготовиться к уроку, что у вас теперь 20 минут вот на эту часть, что нельзя вылезти в те, ну, чуть-чуть там хапнуть время этих, ну, там, закрепление знаний, чтобы потом на следующем уроке там побольше времени уделить закреплению. Все, у вас 20 минут, в них надо уложиться. Либо 40, если у вас паренный урок. Еще немаловажный пункт, когда ученики, нужно до них донести, это отработать, может какой-то пробный урок после занятий провести, чтобы ученики, когда первые садятся туда, они заходят в свой личный кабинет, когда вы им говорите, ну, меняемся, чтобы ученики, которые там выходили из своих личных кабинетов, а эти ученики, которые идут туда, проверили, когда они садятся, когда что там вышли, что они под своим логином, паролем зашли, что вверху там всегда у них есть имя, фамилия в личном кабинете, что они под собой занимаются. У нас были моменты, что они там типа, все, сел в кабинет заниматься, и статистика идет другому человеку. Это что касается ротации станции. Перевернутый класс. Выглядит со стороны легче, на практике на самом деле не совсем. То есть если в ротации станции организационно посложнее, то в перевернутом классе сложнее с точки зрения методики. Ну, это на наш взгляд. Вот. Нужно первым пунктом, соответственно, ну, тот же первый пункт, это распечатать им опять эти логины и пароли, чтобы у каждого был. Провести второе, анализ, спросить, ну не анализ, точнее, опрос детей, у кого дома нет возможности заниматься, и как-то договориться, там, организовать мобильный класс для тех детей, которые не могут дома проходить это дело, чтобы они имели возможность выполнить домашнее задание. Вот. Соответственно, после того, как вы провели, узнали, сорганизовали, чтобы они все выполняли. Третье – это подобрать опять уроки, которые вы хотите в перевернутом классе провести, ну, то есть свой такой календарь. К ним в том числе подобрать карточки, как в ротации станции, какие вы будете давать на платформе Учеру, в том числе там с нашей помощью, если потребуется. И тут методический главный пункт, четвертый, это сорганизовать свой урок. В чем тяжесть методики? В том, что вы должны понимать, вы можете проводить в первую очередь ротацию перевернутый класс, простите, или нет. То есть если вы открываете свой личный кабинет на Учеру, и там видите, что все пусто,
То есть никто ничего не делал. А вы откроете статистику, да, у него там все пусто, он в заданиях. Мы в заданиях в разделе подробнее. Вы смотрите, он ничего никто не делал. Все пусто. В какой перевернутом классе можем говорить? Они не сделали. Вот, домашнее задание. Если они все-таки тут сделали, вы должны до урока посмотреть, что они, например, какую тему справляются хорошо, какую нет. Например, вы задали им умножение, деление на 7 и 8. Например, смотрите, умножение на 7 и 8 у них хорошо, деление плохо. Значит, заранее нужно подготовить задания больше, которые смещены на деление. Также нужно понимать с методической точки зрения, что у вас всегда в классе есть сильные ученики, а есть слабые ученики. И иметь, например, у нас в Тюмени, когда мы делали перевернутый класс, мне очень понравилось, что учитель подобрала задание, но она заранее смотрела, как выполнили, и вообще, в принципе, каждый учитель знает, какой у них класс, ну, то есть кто в классе хорошо, кто в классе плохо. Она заранее подготавливала задание для сильных детей, для слабых. Прямо на карточках у нее были подготовлены, она им говорит, что вот синенькие карточки берут там такие-то ученики, Иванов, Петров, Сидоров. Вот. Желтые карточки берет там Агафон, Трушин и так далее. Они взяли, и они сидят, работают, у них там повышенной сложности задания. Кто, если детки взял, например, синие карточки, справился, они могли подойти, например, желтые еще взять. Ну, это как пример ему. Это было хорошо в период карантина, когда сидели. На карантине дети вот этим занимались. У нас не было. Не было, конечно. Ну, возможность была Вот. решить. Соответственно, когда они приходят к вам на урок, после выполненных карточек по новой теме, вы уже не должны им рассказывать теорию полностью, то есть рассказывать, как у вас урок, а вы непосредственно должны уже быть, как тьютор, именно расспросить их, то есть, что вот понял, не понял, что вы уже заранее понимаете, где у них проседание, и вызывать их сразу же к доске, например, давай решим вот этот пример, там, ребята, им помогите, с ними интерактива больше. Вот я говорю, с точки зрения методики, перевернутый класс намного сложнее, чем ротация, потому что в ротации, как вы делали, по методике так и делать, вы просто организационно срок меняется. А по перевернутому классу здесь нужно методически очень рано подходить. Поэтому в перевернутом классе, еще раз, вы задаете карточки на дом, выбираете какие, и готовитесь к уроку. Это очень крупный такой большой пункт, готовитесь к уроку. Нужно, я не знаю, как его, это каждый раз по-разному. Поэтому его четко по-другому я его писать не могу. После того, как вы провели урок как в ротации станции, так и в перевернутом классе, проанализируйте именно свою работу, то есть, как вообще дети справились, может что-то скорректировать можно. В ротации станции можно посмотреть ту же самую статистику, она будет в том же разделе задания. А в перевернутом классе вы просто оцените, насколько хорошо они справлялись, то есть какие-то дети, у которых хорошо получалось, каких-то плохо. Вообще, в принципе, урок с организационной точки зрения, если методически прошел хорошо или что-то следует поменять. Наверное, так. Вот если мы выберем перевернутый класс, будет ли им не ограничить, они смогут и после 4 неограниченное количество карточек? Да, и перевернутая ротация станции. На данный момент мы разрабатываем отдельно раздел смешанное обучение. Он будет похож на функционал этого домашнего задания, немножко там по-другому, чуть-чуть. То, что можно будет выбирать сразу же прям из разных классов, давать задания из, условно, лабораторий, чтобы можно было комплексно задачи раскидывать. И здесь, и там используется функционал домашнего задания, вот этот, который мы для вас, как для пилотов, откроем до 11 числа, до 6, да, и который не будет у них вообще считать бусины. Но это задание откроется на время пилотирования. То есть до конца этого учебного года у вас будет доступно. Я объяснил, почему мы не можем его полностью открыть, и всем его. Это такая вот функционал, который можно использовать, мы используем в этих методиках смешанного обучения. То есть вы там выбираете, сколько вам нужно карточек, вообще не думаете о задании, о бусинах, как в перевернутом, так и в ротации. Но в ротации единственное,
нужно понимать, что если у вас там на один урок, что есть 20 минут, за которые ученик вот физически может выполнить сколько заданий. Мы сами сколько карточек. Сами набираем. Вы, да, выбираете карточки, с нами можете советоваться, ну, вообще это... Смотрите, у нас по практике, вот у нас было... 20 минут сколько, мы не понимаем, сколько это нам Вот, я говорю, ну, вот мы сначала амбициозно зарядили им по там, 3-5 карточек, ротацию станции, точнее. Реально, сколько они? Я говорю, то, что реально было 1-2. Мы как бы сначала сделали 3, если, чтобы ученик не отвлекал учителя, еще дополнительно накидывали карточек, ну что, как повышенный уровень. Какие вот задания, какие карточки, это же алгоритм какой-то в доске писать. Смотрите, я вам инструкцию полностью пришлю. Мы подготовим, давайте, инструкцию, пришлю. То есть... Сюда написать, что мы должны подготовить все карточки внутри, да, где-то там или где. Как это к определенной теме, например. Вы к определенной теме. В своем, вот смотрите, у нас завтра там деление. Да. Вот. Вот конкретно. У нас там завтра, вот, например, перевернутый класс, предположим. Нет, давайте ротацию станции, например, завтра деление. Ну пусть будет ротация, я просто карточки хотя бы там себя нажму, да? Вот у нас эти все карточки связаны с делением. Вот этот блок, он в основном объясняющий. Ну, здесь я указал номера карточек, их можно посмотреть, да? Сейчас мы с вами их посмотрим. Вот. Эти объясняющие, эти больше на какую-то отработку. Их здесь много, это на 20 минут это очень много. То есть, соответственно, можно... А там они где на сайте? Где они? Сейчас я покажу, где. Как их куда их заместить, как делать, прикреплять туда, да, или что? Здесь это открыли сразу. Там открываешь, там отдельный раздел, и в разделе эти темы есть. Нет, там же задания на институте. Так, и там я... Они выделяются, не выделяются. Они не смешаются с обычными заданиями. Нет, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, да, как Вот смотрите, еще. эти карточки будут встречи, там может другие какие-нибудь делать. Да, давайте еще раз. Нет. Вот раздел задания, да? Еще раз повторить, как Да, делать. и как мы, и как ребенок. Да. Вот мы сейчас в кабинете учителя. Да. Мы здесь как учитель. Мы перешли на главной странице нашей. У нас есть математика и будет окружающий мир, если нужно. Давайте на примере математики. Заходим в математику. Задание. Задание. Оно еще появится. Да, оно появится. Сейчас у вас только вот эти две. Нажимаете новое задание. У вас здесь будет весь список класса. Тут сейчас один ученик, они автоматически выбраны все. Нажимаете вперед. Да. Здесь, соответственно, как раз-таки происходит ваша методическая часть, подбор заданий. Заранее. Заранее. Они все по темам разбиты. То есть круглые числа, числа еще до 100, единицы измерения длины, стоимости. Можно вот по блокам, числа и величины, сложение, вычитание. Ну, две карточки, значит, наделал. Да. То есть, как показала практика, 1-2 карточки. На ротацию станции на 20 минут им нужно делать. Потом сохранить где-то, да? У вас, может быть, они, кстати, очень быстро освоятся, и нужно будет 2-3 делать. Смотрите, да. Начинаем с 1-2. Да. Один урок. Попробуйте просто вначале потом экспериментально, увеличиваем. да, потом посмотрите. Ставим, соответственно, нужные нам карточки, хоть там блоком сразу, хоть там одну. Предположим, вот эти мы 2 поставили. Вперед, да? Вперед, да. Здесь выбираем день. Этот функционал как для перевернутого класса, так и для ротации. То есть вы хотите выбрать карточки им на дом, также все заходите, ставите. То же самое здесь нужно будет ставить карточки для станции с планшетом. Выбирайте день, на который им задать либо домашнее задание, либо когда у вас будет урок. Предположим, у вас планируется вот завтра урок, да? Вот, вы им говорите, что с 1 числа на 1 день, значит, у вас целый день будут эти карточки. Блокируем все остальное, чтобы было легче это найти. Называем, число 3 назовем это, да? Здесь у нас еще раз проверяете, кто получит задание, какие карточки вы задали. Все там есть фраза «редактирует учеников» и «редактирует карточки». То есть, если Это вас вернет, да. можете редактировать
редактируем. Это убрать, а добавить новое, да, здесь урок. Да, вы Прям можете прямо вот тут навести мышку, видите, на выбор задания. И вы вернетесь к выбору задания. Ну, я не согласна. даже если вы И задать. даже если, да, вы нажали «Задать», и оно у вас здесь появилось, его всегда можно удалить и перезадать. Мы сейчас делаем как раз возможность редактировать. Ну, в смешанном обучении можно будет прямо отредактировать уже поставленное задание, если нужно будет. В разделе «Подробнее», вот здесь, вы смотрите за статистикой. Можно посмотреть прямо еще раз карточку, какую он там прошел, не прошел. Вот статус этих карточек. Здесь у вас будет полный список и процент выполнения заданий. Давайте теперь к ученику. Что у ученика? Ну, это не очень важно, да? Ну, мы всегда относимся к тому, что дети... Ну, если хотите, можете оценки привязать к этому. А там нет оценки. У нас нет оценки на платформе. У нас просто его хвалит, если он выполняет хорошо, либо дает там подсказки. Вот, то есть привязка оценок — это уже, если только по желанию учителя. Это кабинет ученика. То есть вот как он его выглядит. Соответственно, что ему нужно сделать? В зависимости от того, математика или это окружающий мир, ему перейти в соответствующий предмет. Ну или на уроки, или если это ротация станции, либо дома, если это перевернутый класс. Мы ставили по математике. Заходим в математику. И у нас вот здесь есть задание от учителя. Вот у нас наше задание числа. И вот эти задания он будет выполнять. То есть еще раз, надо было в другом окошке, сейчас я сделаю. Так, чтобы у нас сегодня 28-е, да, у него там было только числа, но которые уже прошедшие. Давайте сейчас сделаем, чтобы вы увидели, как это работает, с сегодняшнего дня зададим. Сейчас я прям быстро. Вперед. С сегодняшнего дня на 2 дня. Нажимаем «Блокировать». Я вам покажу, как это работает с блокировкой. Задать. Вот, оно пишется в активных заданиях, потому что оно сейчас активно. И вот видите, когда у нас именно активное у него домашнее задание, тут прям закладка стоит. То есть ему тяжело промазать куда-то. Тут единичка, закладка. Сразу же можно сделать акцент, что вот туда заходи. Как я вам и говорил, вот это вот все, что у него было, основной курс блокируется. Сразу же его переводят на задание от учителя, у которого говорит единичка. Ему говорят, что сколько ему нужно сделать, до какого числа и сколько у него времени осталось. И вот он никуда ни влево, ни вправо по математике не может двинуться. Только сюда. И тут также задания будут последовательны, как у нас на платформе. То есть, если вы ставите по сложности разные ему карточки, то вначале будет именно, например, объясняющая карточка, потом отрабатывающая. Пока он не пройдет объясняющий, к отрабатывающей он не может перейти. Но это логично, чтобы не пропускал, а именно усваивал все подряд. Он выполняет это задание, открывается сразу же это. Выполняет это, если была другая тема, переводит его на следующую тему. Будет также выполнять ее. Как только он это все завершит,
это разблокируется, и он может, ну, если он дома, то продолжать это делать. Это так у ученика. Можно посмотреть, то есть, давайте с вами начнем от меньшего к большему, да? Я к тому, чтобы показать, что у него статистика именно у нас у учителя там отображается, если он начал это делать. Так. Да, конечно. Я тогда, мы как с вами договорились, то что организационно... Да, перепишите, пожалуйста, контакты, запишите обязательно. Телефон, почта. У нас, по идее, запись еще, ну, вся ведется, поэтому можно будет запись также посмотреть, я вот выведу. Телефон 925 261 68 75. А почта просто клейменко@учи.ру. Мы с вами договорились, тогда 3 чата я создаю. Первый чат организационный, если еще будут вопросы по организации. И 2 чата это методические. То есть, если у вас возникнут проблемы по подбору карточек по тему, то решаем через эти. Скажите, есть еще какие-то вопросы? Может, комментарии? Можно это немножко не по проекту? Вот, допустим, я выпущу свой 4 класс, а чтобы портфолио не потерять, как вот они должны остаться в своей личной кабинете? Их переводят на 5 класс как? Я ведь уже не учитель. Ну, они переходят к профильным учителям по коду класса. У них остается этот кабинет свой, да? Ну, у вас остаются ваши портфолио, у них остаются свои портфолио. А это остается? Ну да, у вас должны быть грамоты. Ведь я знаю, что с 3 класса у них осталось все. Просто после 4 Не, у вас должно все остаться. Если что-то, у них что-то... если у вас при переходе в 4 в 5 класс ну, исчезли эти, то просто напишите в поддержку. Там вопросик у нас. Сейчас я покажу. Да. Вот здесь есть помощь у нас в правом нижнем углу вопросик. Можете сюда задавать. У нас поддержка великолепно работает. Звоните. Смотрите. Сейчас вот, Татьяна Николаевна, еще к вам момент, что огромная просьба, давайте ответственно отнесемся, потому что у нас, как бы вот, в том числе по одному из проектов сейчас хороший результат, и нужно будет масштабировать это дело. У вас мы тоже надеемся, что выйдет хороший результат, и если нужно будет масштабировать, то вы будете, можно сказать, ресурсными центрами, носителями того, как это вы проводили, с какими проблемами столкнулись, как их решали. Вот, как вообще ваше видение того, как это должно быть организовано. Нравится это детям? Не нравится. То есть, насколько это для вас было опыт полезен, не полезен? Вот, все. Мы уже просто работаем? Да. И потом мы, соответственно, централизованно все это дело сравним, потом презентуем это дело, чтобы дальше... Спасибо большое за уделенное время ваше. Спасибо вам большое. Дети между собой просто, как это вы работаете. Вообще обойтись без контроля, сделать оба класса. С какого проекта? Ну, просто... Третий, четвертый, по одному, то есть по 2 класса всего. В принципе, учителя готовы работать в одном классе.
какие есть мобильный класс. Ну, просто мы когда делим на... Ну, у нас же сейчас это можно объяснить как фишкам. Сейчас вот можно себе, что например, именно те, что Ну, понятно. То есть все-таки должен быть, да, отдельный класс. ну, а как мы, то есть мы получим прирост познания, ну, предположим, там, 20% за 2 месяца. Ни с чем, это хорошо, плохо. Вот, 20% хорошо, плохо, непонятно. А если есть контрольная группа, например, контрольная группа возросла на 10%. Значит, Ну, вы же при этом понимаете, что классы там могут быть тоже разные. да. То есть между собой На самом деле это тоже очень... Мы как обычно делаем, когда 2 класса, это очень тяжело. Мы обычно вот в Чечне делали, что мы писали, мы по-другому действительно фундаментальные классы выбрали в университете, сразу нас спустило. А в Чеченской республике мы делали сами, когда писали входной тест, и мы сортировали по входному тесту, и соседние по классы по набранным баллам, один случайно уходил с экспериментальным, один контрольным. И поэтому у нас баланс по... Нам еще не сказали, что они даже не знают, что они... Это всем учителям рассказать? Да, здесь мы вот случайно их распределяли, но они были случайно распределены. То есть у нас примерно нормально получилось с точки зрения статистики. Ну, когда 6 классов, Да, там в Чечне как бы детей, во-первых, по 40 человек было в классе, и параллель была 4-6. Тут как бы... Просто мы ведь должны это учить. Да, но я выключу между А и Б классом. Ну, в 4-м нет. Мне сказали, нет, нам Можем Может, например, в 4-м запустить ротацию, а в 3-м разделить, например, тренировочный класс, чтобы у них одинаковые условия. Всегда будут долго работать, в этом случае получается, они будут часто показывать то же самое. А в 4-м, например, ротацию, потому что они примерно одинаковые. То есть мы новые школы можем разные. Ну, теоретически да, потому что мы классами будем мерить параллели. Мы будем брать параллель 3 среди всех. Нет, это 100%. Параллель 4. Вот, наверное, Все, Ну, в смысле, которые совмещают себе У нас уже работа окружающими. Нет, у меня дети часть нет. не все же так. Не все, у меня Есть класс, класс, который учат применять А, все, я... Естественно, математики, наверное, только например. У нас все равно они же связаны Вчера был с применением куда-то. Ну, у вас, например, это предмет того, что сейчас работает. Ну, допустим, вот метапредмет. Вот третий предмет самый удобный. Допустим, работа с текстом и Мгм. его перенести. А почему построить график? Такие вот есть задачи? Ой, у нас там, ну, с этой точки зрения у нас вообще разные. То есть, да, ну, потому что у нас есть, как определить по рисунку, построить там, да, то есть они разные совершенно построены, они в интерактивном формате. То есть там не просто тест какой-то, да, там выбери то, нет, там именно взаимодействие, и при том по-разному. Я просто не сам не из контента, а не методического, именно есть... Например, самим посмотреть, как устроено, или вы еще задать вопрос. Сказали мне на эту Нет, вот вы не видите, я помню, это плюс к 4 урокам. Нет, это как у вас Нет, это 2 из 4. Прямо на самом параллельный урок. Да, конечно, если вы можете, У меня вопрос. можно вас в каждой школе пригласить как зауча. А вот надо... Да, вот ну, я вот тоже не поняла. Получается, Это одна нет группа там, Да. нет, работает, Конечно, Нет, будет а тему как тему? у вас будет список логинов паролей под каждую школу, наверное, или как. Сейчас, Да или... не обязательно Я просто думаю, чтобы легче это было под одним Не логином. умножим. Почему? 20 и 20, почему Не, наверное, все-таки разные логины пароли в каждой школе у вас будет. 5 вот этих групп логинов паролей. Вы будете заходить в школу, нужных учителей, и смотреть, сколько они там проводятся, как у них вообще статистика идет. Вообще проводили ли они в этот день Так что у вас, урок, девочки, или там прям это можно... Вот как-то не сказали. Вот спрашивайте сейчас меня. А ваши координаты уже ушли.
Министерство Раз вас образования. отправили, значит вас Есть отправили. использовать. Ну, Именно Там же конкретно именно учили смешанное заявку. обучение еще нет. электронную почту. Вот. А Но WhatsApp уже есть если вроде. малокомплектные нас используют, то это Никто точно. не запрещает. Нет, вот честно, нет, честно, Вот я я вот WhatsApp я вчера подошла. Индивидуально. Вот, Мы это работаем с действительно точки зрения, кто вот Я даже вот это первый раз у нас видите, как Сначала мы сейчас с было- пилотами работаем. Мы же идем в регион. Сначала и, было короче, Министерство образования. Министерство интересно, образования. да, интересно. Мы тогда подключаем ИРО, ИПК, чтобы вот ну, была база, чтобы это потом Всё, размножать, это транслировать, чтобы они были тоже в курсе. То есть Мы бригада кого-то брали, правила. пилотов, ну, то есть министерство, с теми Смотрите, работаем. Если нам подключили какие-то малокомплектные, Да, только вчера подошли. конечно, у нас третий, четвертый год. Нет, вы сейчас просто спросите информацию. Если можно будет То, что попробовать вы сейчас попробовать на участники этих, проекта конкретных а заявок потом, класса. ну, когда если ну, покажем результат, да, попробуйте, в том числе в сентябре на МОК. Ну, вообще, мы бы, наша воля, на весь регион. Нет, я вот Да, еду, просто подошли. пилот, он же бесплатный, Ты идешь на для учебу, нас это, все, ну, расскажешь нам потом. Какой затраты, учеба, как это минимум, вебинар, даже наши участникам клиенты, уже даже проект. вот, Сложный а план, потом, если вот мы покажем результат, то это уже Попробуйте самостоятельно компьютер говорить. заменить. Что мы делаем? Пожалуйста. Мы скорости проверили, программу обеспечена, каждого ноутбука усилили. Мои все, да, записали, а по идее все переписали. Да. Участвуют. Взять этот кабинет, даже информацию. Да, ну, то есть, Вам вот. должны Я обеспечить еще не смогла. вас. Скажите, пожалуйста, Да. сваренный урок, когда окружающий мир, да? Я должна выдать две чего-то. Или обеспечить. Или обязательно, не обязательно Два спаренный урока, это ведь две Да, разных две темы. разных темы, согласен. Но Это нужно подумать, я ведь же участник. есть интегрированное понятие урока. Ну, Сегодня то есть, сейчас. когда Ладно, Валя, будем там работать. совмещаете Просто несколько. надо сейчас Не, поставить надо не, 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 это- если вы Нет, делаете потому вот что именно, мы ну, совмещаете два урока, Все в январе, мы это две раза. Нет, через неделю нужно, да? У нас вот, не было. да, я же поэтому про окружающий мир так и говорю, что у вас есть 2 недели. Вы, например, захотели сделать на 1 неделю спаренной и с учебой, ну, вместе с нами, например, там, ротацию с нами. То есть здесь, значит, вы проведете вот эти вот 2 темы в эти 2 по 40 минут, а на следующей неделе у вас будет обычный урок. Нет, Это я поняла. Окружающий можно они же по 40. 20, Можно, да. Можно. А чаще Единственное, что они не поменяются. Я 20 минут, потом 20 минут. Да, Она да. же уже тоже чуть потом меняется разница. Что писали. Я просто Нет. Я все равно математику. Вопрос, Мы не возьмем, короче, математику. Окружающую возьмем. тут А вопрос в следующем, то, что некоторые учителя, некоторые просто мандатную связь получили, поэтому я вам все рассказываю как есть, что говорят, не успеваем. Я буду сделать. математику сейчас переведу. Не успеваем. Нам нужен спарринг. А обязательно новую тему брать? Конечно, Можно же нашу. отработку такого урока. А Мы новую же тему наши на следующей Вам неделе. мы тему Сейчас урока должны не взять можем. там Главное, чтобы другой работал. он же сказал. Главное, что Чаще, я а как же тестирование? Вы можете Я не один поняла, мы раз еще и сами попробовать, контроль должны просто, чтобы разработать? попробовать. Нет, Один раз свою отработку и понять, насколько сложно одно. По своей же Потому что вас, скорее всего, потом прошлогодней. будут спрашивать. Нет, а вот я новую 20 минут Входная рассказываю, а это- остальные дети, они новую тему как они там сидят? Они Они старую не закрепляют, новую, они они старые не закрепляют. закрепляют. У вас же по Ты теме. можешь из Новое, домашней, закрепление из прошлой нового, учебы. отработка ради изучения. Это 40 минут. Нет, Через карточку Теперь Видишь, есть. я-то даю новую, потом закрепляю это же. А они, получается, делают старое. Они А когда они закрепляют новое? так они же потом через 20 минут. Придут, А они я, будут например, новое со Жека, я вот мной, не знаю, а что потом и у урок них учатся. там Закреплять тогда не будут. Что они Вы же за 20 минут должны и новое объяснить, и закрепить новое. Поняла? Ну что там? Если они там сидят 20 минут, кто первый пойдет, они будут повторять старое. Вообще, А да, потом сюда придут, домашние, да, тему да. не знаю. Потом они сели сюда, я им новое объяснила, где закрепление нового. В эти первые ваши 20 минут. Первые 20 они же не знают новую тему, они же повторяют Ты старое. должна Сейчас я за нарисую. 15 минут тему объяснить, за 5 минут За закрепить. Сейчас. Вот у тебя и будет 20. Вот у вас это выглядит как-то так. То есть, ну, я утрирую, там, Давай. физкульминутки, у них Да, вот да, да. ротация станции, считай, физкульминутка. У вас тут новая тема. Новая тема, да? Это, Повторение. это объяснение нового Там, материала. там длинность. Потом закрепление. Да. Здесь у вас повторение ранее изученного. Вот По-разному это может быть. 40 минут. Вот. Теперь мы говорим, что вот это вот 20 минут,
и вот это 20 минут. А на следующем уроке, получается, на следующем Вот уроке. здесь. Старая. Вот Может, мне не надо вот это 20 минут тратить на это. Вот я на этом уроке не хочу. А как ты пополам будешь? Да. Мне надо закрепить новое, самое главное. Зачем? Ну, то Ты есть урок там- строить вот так обязательно. Да. Ну, понятно. Да. И потом, получается, вот вы запустили одну группу, они 20 минут Они занимаются на повторили планшетах, старый на материал, компьютерах, они и пошли повторили. новый вот А, это а вот. тут и закрепление и новое. Здесь новое и закрепление этого Всё, нового. понятно. Потом через 20 минут эти приходят к Мы вам, должны вы им объясняете делиться опять в одно новые, время будем закрепляете, делать? Или это разные а смены эти могут быть повторяют абсолютно изучение. разные? Конечно, Я каждого сюда свое могу расписание. брать любые темы на повторение, Да. не привязанные к теме. Да. Один тот. Да. Например, Да. подводящий. Вы Да. заявите Да. один У вас по день, КТП у нас так по же идет. расписанию Ну что у вас по КТП? Я могу одну подводящие, тему новая взять. тема. Они просто там из подводящие? Мы даже в Какие темах с нужны вами темы можем взять. совпасть. Мы же можем любые взять, если мы тему конкретно. Ну да, я Александр, у То есть, меня вопрос. получается, Мы это один сейчас... урок или спаренный урок? Никак Как вам удобно. Да. Может один, может два. Нет, а на следующем уроке я вот эти 20 минут дам то, что я вот с ними вот тут изучила, или как? Нет. Вот Или или просто любые 20, карточки. 20, и все. И закончил этот урок. То есть они любые карточки решают по изученным темам. Темам. Э, Так, нажать кнопочку, Ты можешь начать- не новый начать материал делать, а Но просто это повторение. пойдет Значит, не начать на новом домашнее материале. задание не Можешь нужно и начинать. Нет, не Это домашний на новом не задание, пойдет, только на уроке Ну, закрепления. вот я только что объяснила. То А есть я новое, думаю, я нет. еще раз, Я думаю, нет. Стоп, мы стоп, не стоп, понимаем. давайте по порядку. Вы боитесь, что у нас не Я получится? понял, по порядку. Да. Насчет начать урок. В данном проекте начать урок вообще не участвует. Вы с помощью Они домашнего, решают любые карты. вы с помощью домашнего задания им набросали карточки, которые они должны И сделать, эту кнопку не нажимать. и можете даже не нажимать. Она В здесь домашнем задании не учитывается. Просто сейчас я нажимаю и смотрю, сколько они сделали, сколько ошибок. В домашнем задании отдельная статистика идет. Отдельная статистика по домашнему заданию. Это не домашнее задание. Нет, это на уроке. Да. Ну, Это это, не потому что у меня домашнее вот не задание. все простите, домашние это, ну, задания. простите Я вот за то, полностью что это так называется, ну, Да. это называется функционал домашнего задания, мы его Да. скоро переименуем, сделаем отдельно под смешанное обучение. Ну, понятно. Вот. Но с помощью этого функционала под названием Понятно, домашнее задание задание. вы делаете и перевернутый класс, Да. и ротацию станций, Да. и у них в этом домашнем Понятно. задании, в этом функционале не считаются бусины. Понятно. Можно не нажимать начать урок. Там не будет считаться бусины. А вам важно, что они домашние делают, или вам важно вот это только задание? Ну а как вы им выберете карточки Да. по Ну вашей это теме? я По теме, выберу, по на уроке теме. они решили, а дома-то они могут эти карточки не решать. Да дома это вообще как Вот, хотят, так вы не, занимаются. Да. не отслеживаете домашние, ну все, Дома только с как- карточки. Да, Всё. как дома они занимаются, так Просто занимаются. как полагаю, Алекс- Ну, не что- все, вот честно, Александр- не все дома делают. Александр, у меня такой вопрос. Мы сейчас проведем входные контрольные работы по нашим текстам. Как я вам передаю эти результаты? Хороший вопрос. Надо вот сейчас еще отдельно с ИРО обсудить это дело, что по-хорошему у нас... И у вас должен быть шаблон, потому что каждая школа делает свой анализ. Да, да. Какая статистика? Анализ По согласна. умениям, по компетенциям, Согласна. по... Ну, один шаблон Что вам анализа. Что вы Анализ, от да, нас скиньте, требуете? да. Вы думали, что вы какое-то тестирование Да. свое Нет, проведете? смотрите, Я могу вам я свой, а расскажу он вас просто. не устроит. Когда мы в начале вот года запускали вот пилоты той же Чеченской Республики, мы делали так, что мы выбирали строго школы с программой по, С одной. по МАРО, по математике. Мы анализировали их КТП. Мы сами делали входной-выходной типа тест и предоставляли. Вот нам бы хорошо. такое. Но это длится, у нас закончилось все в январе. А. То есть август, начало, Вот конец это августа, самый хороший сентябрь, вариант. октябрь, ноябрь, декабрь и январе мы только результаты. Вот так и должно быть, а не на конец учебного года. Конечно. И не Это подбирайте идеальный что. Но вариант. это полгода. Это идеальный Понимаете, вариант. Это очень большая, ну то есть Да, здесь, затратно. здесь как много плюсов с точки зрения методики, но есть много минусов с точки зрения затрат, организационных моментов и... А результаты Нет, Александр, у нас плохо. Александр, у нас плохо то, что у нас эти месяцы идет промежуточная аттестация. У нас свои Каникулы там Да. еще всего- каникулы Каникулы 25 последней марта недели уже марта, каникулы. все выпало. Смотрите, а теперь Две возвращаемся недели, к нашей ситуации. Ага. Разные школы, разные разные сроки. КТП-программы. Анализировать их и делать под каждую мы не успеем. То есть проанализировать все КТП, сделать Понятно. все Все- разные входные, методику. понятно. Это Понятно. нереально. Поэтому я говорю, есть у каждой школы своя годовая контрольная есть. прошлого года. Она адаптирована под вашу То есть вы программу. нам даете шаблон анализа, иначе Да. каждый пришлет свой анализ. Да. Как мы Так хотим. мы можем тогда, как то, что мы- они как- наконец первого класса, ой, второго дали, мы У вас, мы будем у опять нас, проводить. например, 4 только заявлены, потому что мы Опять исходили сейчас. из Она же технической... есть, эта контрольная? Нет, Смотрите, есть. Смотрите,
как я это вижу. Вот у вас есть годовая контрольная Да. или там ВПР. Промежуточное А мы не можем вам берете- предоставить итоги прошлого года, Конечно, либо мы зачем за нам сейчас? повторно ее проводить. Нет. Вы не очень поняли. Вот у вас Так. Что сейчас старое Так, тихо, представляем? тихо. ничего нельзя старого. У вас есть сейчас 3 класс. Класс, Возьмем так. 3, без разницы, просто Мгм. 3. Вы берете контрольную Прошлого прошлого года. для 3 классов. Для Ну, третьего. ничего. Для Мы на третьего. четвертый, То есть класс. ВПР мы берем Да. 18-го года. Да, да. Вы берете- Четвертый класс. Да. Четвертый, да? Мы сейчас ее и проведем. мы Ну, мы у нас Поняли, четвертый класс. поняли. Все понятно. Мы Третий А сейчас как мы класс, можем им дать контроль, если четвертый тему класс. мы еще не изучили? Есть некоторые темы, которые они не изучили. Это как Да. раз по ним будет 0 баллов. Да. Это нормально. Некоторые темы, то, что они напишут 0 баллов, это Не нормально. тема не изучена. Мы также, когда строили, анализировали КТП там по Тема не МОРО, изучена. да, мы делали задел, что какие-то темы они не знают, но нет, но есть дети умники, которые сами догадаются и напишут. Вот. Это нормально, то, что они что-то Сами не решат, догадаются, что-то на нет. трехзначные числа пошли. У нас идет сейчас... Всё понятно. Ничего, 0 еще раз баллов. говорю. Да. Тут Это было. 3 класс, вы берете годовую контрольную, За третий 3 класс, прошлогоднюю. только 2000. Так Сейчас как мы мы проведем, эту, и будет то, что ты так. должна промежутку, то, что Да. ты ВПР Будешь там еще будешь дописать. Александра, То, можно что ты вопросы? А чаще всего учителя берут окружающую или математику? Вот что? Математику. А почему русский? Ну там конкретно Почему? окружающие. Почему русский не взяли в эту программу? Он чуть-чуть просто. Пока что еще мы боимся за соответствие карточек и, ну, то есть математику. Стандарту. Ну, Проще. не то, что стандарт, количество карточек, то есть у нас все равно... Окружающее ограничено, да? Окружающие... Нет, не то, что ограничено, там почти Достаточно. все, ну да, достаточно. А По русскому история чуть меньше. Сейчас делаем историю. А у вас просто Просто история. математикой мы начинали, их очень предостаточно, они покрывают всю программу, хоть как там, их Любого найдешь. Да, то есть тут больше вариативности. Окружающий мир там посложнее, там, потому что к ВПРу 4 класса, например, в основном 3 класс Идет. Да, идет. Поэтому 3 класс у нас хорошо покрыт весь, к нему там подобрать это будет легко, как А мы, 3, может так быть, и на следующей 4. неделе будем писать ВПР. Может, Мы как раз и с вами в Еще раз, точку давайте мы попали. сами затвердим. Ну, мы Вы не поняли. берете новый ВПР, Да, вы берете прошлогодний. прошлогодний Да. ВПР, либо Да. прошлогоднюю контрольную Естественно. этого класса. Да. Пишите ее. Прошлогодний. Этого года нельзя брать, потому что это будет спойлер для Вот. Но этот год у нас еще нет как бы Ну да, ВПР. вот, Да, ну да. текста, в принципе. Ну да, я про годовую контрольную, вдруг кто-то возьмет. Потом, это входной. Теперь выходной. У вас здесь будет для 3 класса того же годовая контрольная уже 2019, которую вам по-любому проводить. И тут в 4 классе будет ВПР вашего года, ну, то есть 2019. Это будет когда? Вот это. Май. В мае. Май. Да, Как то есть это у нас март, Когда проведете, тогда я... Да. а здесь Мы, май. например, ВПР в Ну, И апреле так и так проводим. проводить. И так и так проводите. Отправите А свои это будет сейчас, март. Да, Вот это сейчас. насколько быстрее. Это март. 11, 13, ну, в зависимости Да, да, от да. там, Это уже проведение, чтобы да? было, да, это проведение, А мы это ж- как раз. Ну, пораньше проведем, вот. чтобы анализ был готов. И у вас, соответственно, получится, что здесь кто-то из ребят набрал, там, предположим, по годовой контрольной, там, не знаю, должно быть 20 баллов. Они наберут там кто-то 15, кто-то 10, кто-то 12, да, вот у них будет у вас такая прям список. А здесь важны баллы. Да, Ну, смотрите. у нас отметка. Не у нас умение не баллы, ничего да? от результатов Нет, баллов. давайте, Сколько давайте, кто набрал баллов? давайте как раз таки мы с Нет, методикой они нам определимся по баллам. шаблон анализа Да. должны дать. Потому что у каждого Как же, ведь- у всех же у разные каждой контрольной своя шкала, своя бальность. Я- То есть не я- свой, Или а уровни. Нет, Александр, смотрите, может быть, уровни там высокий какой-то. Зачем, или баллы. конечно, мы по детям Попроще, знаем. делайте попроще. Мы по Подождите, детям вот знаем, кто на что открыть способен. сложно или нет, если мы сделаем все-таки побальное представление, ну, и потом в конце, ну, они, понимаете, это очень сугубая вещь отметка. Да. У нас вот не по баллам контрольная, сразу У нас говорю. по Вот такого баллам. не будет, 15, там, 16. Давайте по Мы баллам. каждую- ВПР, конечно, по Мы, баллам. нет, мы каждую У нас промежуточную контрольную пишем нас по три баллам. Баллы, Каждую. а потом баллы Переводим в оценки. Я точно знаю, потому что математику должны были У нас делать все в этом году. контрольные идут в баллах. Просто Все. я бы хотел, чтобы В формате вот здесь ВПР. вот, ну, в идеальном случае, мое видение, это учебное заведение, здесь ИРО, да, плюс там учебу. В учебном заведении вы, соответственно, ставите сколько-то, вот, ну, это в идеальный случай, на мой взгляд, баллов, да, у вас Мгм. тут будет количество баллов и количество, и тут оценка. Да, у нас Мы так и есть. ставим. А Чтобы мы тогда ставим. у вас было сопоставление. И потом, А можем ли мы какое-то свое тестирование взять? наконец? Нет, вы Именно годовое какое-то- школьное берете, что У школа нас так и разработала. идет.
ну, свое вы какое? Какое свое? Вам Как- лишняя работа? Нет. Нет, вот просто я точно знаю, что надо должны переделать математику на 3 класс. Должны Ты вот сейчас прошлогоднюю получили. возьмешь, от мая уже переделай. Не, если вы собираетесь переделать... Ну, Переделать это смотрите, этого года, а вы- он говорит не, о вы прошлогоднем. обсудите. Надо прошлый год Обсудите, третий мы класс. почему свелись... Не с этого года мы берем Ну, текст, у нас а точно не прошлого. попало. Я вот Ну, переживаю. наполовину класса. У нас Вы сами отметочки надо. разработаете баллы. Кто и Так я и контрольные, говорю. кто и Ну, сделайте контрольные, тогда свои. сами. Вы же Уровни сделайте и отметки. Да. Столько-то баллов вы набрали, там, пятерка, Да. от стольки-то до стольки-то четверка. Нет, просто еще нам нужно, ну, на самом деле, если возможно, когда Шкала. вы будете отправлять в ИРО, пример вашей контрольной, ну, и потом разбиение по баллам. Ну, вообще, в идеальном случае, конечно, не знаю, насколько... А также есть, да? Вообще, в идеальном случае, ну, это достаточно сложно для вас, наверное, будет. Вот у вас, предположим, 10 заданий. И каждый из них сделать. У меня есть такая таблица, я вам разошлю, не знаю, сможете вы к своим контрольным это применить или нет. Она универсальная, там от 1 до 20, по-моему, заданий. Я не знаю, сколько у вас бывает больше 20 заданий? 15. Бывает 24 по-русски. Нет, Даже не знаю, что я составляла. вот. Смотрите, там, короче, как мы сделали эту таблицу. Вот есть вверху идут задания, тут неправильно сделал, ну ладно, а здесь идут фамилии. Да, у нас мы так так и есть. Вот. И, соответственно, вы за каждое задание ставите. Да. Да, мы мы так это делаем. делаем. Да, я давайте я пришлю, да. 0,1. У нас, 0,1. у нас еще третий параметр есть. 0,1. 1,0 нет. Ну, если он отсутствовал. Ну, если не- если он... Не приступал к заданию. Да, если он не например, приступал к заданию, мы ставим нет, либо если он вообще отсутствовал, то в начале просто Мгм. нет ставится, все, дальше ничего не пишется на первом. И эта таблица автоматически, я ее сам делал, Да. она автоматически высчитывает Да. проценты. Экселевская, да. Да, она в Google Доке. Она сразу высчитывает процент по каждому из Всё. учеников, а внизу по каждому из заданий. Да. У нас Ага. все, девочки, у нас по уму сделано. На респект у вас. Вот, вам. и Тогда Молодцы. у нас все так же. У У нас нас всё- у нас А всё так так и и есть. контрольные делают. Аттестация сейчас по, какая по всем Соответственно, я вам предметам пришлю, у нас, как, в том как числе у нас эта технология таблица у ИЗО. меня сделана. Да, всё Если такое. можно будет ее заполнять, ну или ваша будет такая же, Да. то мы на Ой, основе вы нам неё- пришлите, мы поучимся. Вот, Да. то на основе нее очень быстро Да. делается анализ сравнительный по классам среди всех школ. То есть мы это копируем в один Excel, все это вертим. Ой, делаем. мы будем благодарны. Потому что Да. нужно еще обязательно смотреть, мы когда считаем все это дело статистически, Проходила. мы выкидываем учеников, например, он был на входном тестировании, не Не было на выходном. То есть мы его убираем. Мы их выбираем, ну, потому что мы сначала, Или наоборот. мы сначала думали, что это не будет сильно влиять, но перестраховались. Вдруг там тут заболели умненькие, тут То есть, наоборот. Александра, и напоследок, у нас Да. в параллели, например, 5 классов. 3 в проекте, а 2 будут контрольных. Да, они тоже пишут. Вот Они это. пишут и сдаем Контрольные. таблички на Да, на 5 классов, Всё верно. на всю параллель. Все верно. Да. У нас всё так и будет. Таких высоких результатов. У нас Я, Классы по уровню-то разные. я честно, у меня, ну, в плане, Слабые. меня уже не удивишь. Ну, после Чечни уж точно меня не удивишь. Там было у нас от там по-разному. Ну, за месяц, Да. за 2 недели, 3 недели, сколько будем заниматься по этим карточкам? Немного ведь. Точно. Потом Ну, 2 классы, урока в неделю. контрольные классы, они А тоже математику сильные. почему чаще берут? Потому что карточек Больше или- отработано, Или сложнее. почему? Или проблем. Ну вот русский, например, мы сегодня работали, да, вот брали прилагательное. Там Александр, же как считаете? Что, почему математику Не берут? соответствует. Да, потому что больше карточек. Да. работаешь? Потому что Учителя больше хотят карточек. отработать математику больше сами. Она Просто- уже- Математика Да, проблема. просто берут задание, Во-первых, захожу. во-первых, математика это Да. один из основных всегда Да, предметов, по понятно. которому Базовые, ППР, базовые. ОГЭ, Математика, русский. везде Все. она там базово идет. Второй момент. Карточек. Мы просто как платформа изначально начинали с математики. У нас весь упор был на математику. Да. Сейчас мы уже заматерели и обрастаем другими предметами, набором карточек. У нас один из самых огромных в мире контентных отделов. То есть это вот сидят методисты, которые чисто учителя, педагоги, которые разрабатывают материалы. Но даже с учетом того, что у нас один из самых огромных отделов, который именно создает что-то. Не просто берет учебник, его сканирует в электронный вид, вот, держите вам цифровое образование. Нет, у нас придумывается задание. Оно именно придумывается. Берется, то есть темы, смотрится деление и смотрится на тему деления, какую можно сделать карточку.
А по окружающему разброд в программах и у авторов учебников, Да, и вот именно материал интересно, А вообще. нам, наоборот, надо повторить ГБР, все. Так вот, мы как раз Мы таки... сейчас истории. Вот мы столкнулись с тем, что в том же самом окружающем мире, вот если вы выбираете по одной программе, это проходится в 3-м классе, по другой в 4-м, там еще и бывает в 2-й класс забрасывается. Там очень сильная программа, поэтому анализ КТП, ну, вот, ну, то есть это очень трудоемкая задача, и ну, вот На такая модель, на наш взгляд, Вот это... туда на повторение мы можем брать карточки Значит, любые. Первое, что мы Я должны поняла. сейчас делать, придя в школу? Входные контрольные работы проходим сейчас. Вы, И выбираем предмет, направляем. Вы должны- Так, ну куда вам отправляем? Вот на этот mail по электронной почте, да? Нет, WhatsApp у нас. У меня WhatsApp нет. У меня тоже нет. У меня нету, так что есть? Нет, у меня только почта Всё. электронная. Возможность есть сделать? Нет? WhatsApp я не хочу, принципиально. Ну не знаю, я в интернет не захожу через телефон. У меня интернета нету. Я могу вот только через ноутбук, а там WhatsApp нету. Почему есть? WhatsApp в ноутбуке? Да. Да, можно. Да. Скачать. Мобильная есть, ну, типа, версия Вайбер десктопная. То есть Не мы, хочу. мы вам как будем информацию-то поставлять? Вот Сейчас, связь? Вот вы На нам электронную вы нам почту? телефон дали WhatsApp? Вы- нет, у нас Министерство образования Телефон запросило Давайте. электронную почту Смотрите, и телефоны. Есть два варианта. Я У меня предлагаю никто ничего не через запрашивал. я предлагаю через ИРО это Ты сделать. запрашивал? Ничего не Давайте. запрашивали. Они нам. Да, через КРИРО как входной А- пункт, потому что они нам. они все будут Все, мониторить. все замечательно. Да, чтобы у нас был один входной пункт. Если WhatsApp будет по желанию, Да. То Нам есть, через если электронную хотите, почту. Тогда электронная Самый почта. удобный вариант. Давайте. да, смотрите, ну чаты с методистами мы все-таки Понятно, сделаем, это да. если нужно будет. Мгм. Вот. Это Мало да. ли какие вопросы. Да, ну, в А вашем- вот в вашем информацию случае тогда уж отправ- на почту отдельно Нет, будем. отправлять вот эту информацию, анализы контрольных, Валя, вот на почту. это все через На электронку. почту. Я WhatsApp Через не ИРО. умею, у меня Криро, да. Да, давайте через КРИРО все Да. это будем делать, потому что Но мы А. вам дали, да, вы же ссылаете нам болванки вот этих, чтобы мы Шаблонки, провели да. шаблоны. я, может быть, давайте опять так же через КРИРО. Я Да, отдаю да, все да. КРИРО, говорю, вот смотрите, Да. что вот это вот чаты, Мгм. это ссылка на Google Doc, который, ну, образец заполнения. Они вам все это присылают. А Всё понятно. с вас тогда все эти контрольные работы, Обратно соответственно, мы им. да, они тут отдельно, Обрабатываем. например, смотрят, проверяют, Ага. как бы, Все как вы понятно. свои работы, и мы Всё смотрим. понятно. То есть сделать. Мы почему и привлекаем обязательно Понятно. КРИРО, чтобы это точно было масштабируемо и чтобы одна точка входа-выхода была. Понятно. Спасибо. Ну, можно за один урок в неделю или 2 урока Именно математики 2 в урока неделю? надо брать, там всего 4 Или урока. один нужно в неделю? Математики 4 урока в неделю. Да, В 2 урока в математике вы неделю. 2 берете. Да. 2 в таком формате. Можно не обязательно спаренные. У меня нет возможности спарить. Ну, я говорю, вы не обязательно Да. по математике спаренный урок. Ну, не обязательно Да. брать. По окружающему миру я предложил, что либо один из двух, либо берете... вообще не будем брать. Математику возьмем. Всё хорошо. Там конкретно. Ждем тогда. В первую очередь нам нужно выбрать, что у вас ротации перевернуты. Класс Ну, ротация, конечно. и класс. Ротация, Выбирайте. ротация, класс. Это до 6 марта мы вам отправляем предмет. И Да. это, Два и дедлайна. 11 6-го, До свидания, спасибо. А, Начинаем да. когда уже работать? С 11-го. Вы должны входной Да. контроль. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Там еще какие-то национальные. А